Так, сейчас. Раз, два, три, четыре, пять. Так, что я не так сделал? Проверка подсоединения. Вот, вы в прямом эфире. Итак, скажите мне, пожалуйста, а, так, Оля, ладно, ошибка Бахаху. Собор дела, Ибраим Обхатца, ошибка, выдать его прямой эфир от Швеч. Уйоху, ему не. Инстаграм, чай? Инстаграм, чай? Да, да. Ну, Балбяша, мясо, не. У меня он отключенный показывает вообще. Угу. Сундер Мабайс. Сейчас включим. Загрузка духе хильцу. Это мы сажим шахку лесу. Загружается очень долго. Проверка соединения. Да вот вроде. Интернет агу еще моя рука. Ой-ой-ой, не. Только вот не лагай, а. Сейчас. Мой Инстаграм обязательно. Друзья, минуточку дайте мне. Пытаюсь наладить здесь для работы. Бог наладит, бывает. И что сейчас постараемся сделать все четко в свете новых документов. Инстаграм нам необходим просто-напросто. Без него никак нельзя. Я уют ешниц. Дарит ешуху. Так. Обновление. Обновление не расухун. Обновление чудо. Марасит яшух. Так. Вроде бы он работает. Прямой эфир. Давай. Проверка соединения. Что-то. Да будут ешаху. Он так долго не должен соединяться. Ошибка в прямом эфире. Запуска прямой эфир. Так, ладно. Давай посмотрим по-другому тогда. Давай посмотрим в обход. Запустить. Если ты не хочешь так, то давай по-другому. Инсуля. لا أخي سبحان الله عني خير طامج واضح عليه القريالة محانور сейчас сейчас мы пытаемся другой выход найти. Так.
Сейчас пытаюсь. Ой, с Telegram yüce. Qiytirsa boşuna. O anons ve indir Instagram şu. Xeru alla da qensa. Piç bu takılsara. Hudu da var pişetar. دعال اتوات دعال يلا ما يحصل ورودي ب ها يتساعي إبراهيم تسياش معيل دات ولا بمصلوشي يا أخونا تعاو نجا سنة وقع قصة جاي تعوقنا عن شو دولا ينا تعاو إيري VPN خيتسن شادك دينا وترافيك يهت خوخي الله حين حقالا تاع هو كنكريت نقل دا الله حدال ده واحد سر دمشق يحكاه سارو قليل ده وش مو يتسيش وش عير واسمه تاك ورودي بي اها ورودي بي اها عاد إلا بعد ما خل прямой эфир включить проверка соединения. Вы в прямом эфире, бах. Ибраим Азал, проверьте звук мой. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Хэшву, Ибраим Азал. Телеграм, да, отключите. Хэшву, Азал, это микрофон подключите. Раз, два, слышно три, меня? 4, 5. Ой, Так. ой, YouTube чувак тебя خير شوي ابراهيم عشان تليجرام да отключите. Так. خير شوي عشان это микрофон Все тогда. подключите. Ира, Итак, слышно меня? уважаемые друзья, добрый вечер. Всем. Ой, ой, YouTube чувак тебя ушина. Так. Все тогда. Итак, уважаемые друзья, добрый вечер. Всем Масера Бюстикел, Вараме с Вежери Ижри 2-3 васти Хацатио Нарниче. Все-таки месяц Рамадана, мы будем снисходительным ко всем. Итак, друзья, сегодня у нас эфир. Важность эфира сегодняшнего я вам поясню. Как я вам и говорил, к сожалению, ничего не меняется, ничего, те прогнозы, которые мы делаем, они только негативные сценарии данных, так сказать, предпосылок, которые у нас есть в историческом поприще, по границам и по остальному всему. Только по нарастающему, чем больше мы начинаем ковыряться, чем больше мы начинаем узнавать, тем больше мы находим все больше и больше новых документов, которые как раз таки показывают, кто на самом деле является провокатором, кто является подстрекателем. Итак, друзья, в Инстаграме дайте мне знать, вы слышите меня хорошо, как меня слышно, чтобы когда мы начали, вы не говорили звук, свет, видно, слышно хорошо, дайте знать, и мы начнем. Сегодня мы должны были обязательно... Напишите в Инстаграме, слышно, видно хорошо или нет, как у вас в Ютубе, в Инстаграме, хорошо ли слышно. У Ибраима все хорошо слышно, видно, все. Мэджверис, Баркалдерис или Мегаверис. Итак, друзья, я прошу прощения, мы обещали, что... Я знаю, что прошлый эфир вы хотели сделать сразу же на второй день, но, к сожалению, в связи с некоторыми проблемами технического характера мы не смогли сделать. Но
я нисколько, конечно же, не сожалею. И так, не сожалею в каком плане? Из-за того, что время, когда мы не проводим непосредственно прямые эфиры и стримы, мы их на изучение документов и новых, как говорится, все новое и новое, все больше и больше узнаем. Итак, сегодня очень важно, я прошу сегодня всем любителям достоверной информации, особенно истории, территориальных границ и всего вот этого, как говорится, контента, который многим кажется, он такой не привлекательным, однако это очень важно для подрастающего будущего нашего поколения, это важно для тех, кто любит свою родину, свой народ, свою родину, и всегда сейчас, поскольку у нас уже идет время такого ренессанса, восстановления, возрождения нашего народа, нашей истории, мы должны сегодня уделять огромное внимание, чтобы опрокидывать всякую ложь, ересь, которая написана против нас, именно нашего народа и нашей Родины, и мы уделяем этому огромное внимание. Еще раз в этот священный месяц Рамадан я хочу сказать: Валлахи, биллахи, таллахи, нам никто нас это насильно делать не заставляет. Собордила шофа. Дац Аллах, нахиг. Не люблю, когда в эфире меня отвлекают. Итак, Валлахи, биллахи, таллахи, в этот священный месяц никто нас не заставляет вот эту работу проводить. Мы это делаем чисто на патриотической основе. Нашими меценатами, нашими поддержками являются те люди, которые вы видите на экранах, кто нас смотрит, кто пытается нам помогать. И это целенаправленная деятельность гражданского характера, только непосредственно чисто такой патриотический патриотическое направление. Ссылка му олдейлда ал. Так сказать, зов сердца. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Я обязательно отвечу, если я хочу сейчас сразу довести до вас. Если кто-то хочет провести аудиодискуссию, то есть рассказать, продискуссировать, что-то через аудио голосовое задать вопрос, сейчас у нас идет прямой эфир в телеграм-канале. Одновременно у нас идет прямой эфир в YouTube-канале. Все вопросы, которые вы зададите на YouTube, будут непосредственно перенаправляться сюда нашими админами из YouTube-канала и через Telegram, если в Telegram-канале будет то же самое. Я не знаю, сейчас сегодня подключен ли у нас TikTok и Facebook, но обычно они тоже одновременно у нас бывают в эфире. Так что, какие бы ни были вопросы, если вы хотите, если у вас есть мужество, если вы достойный человек, вы можете спокойно точно так же зайти в эфир, в Instagram, нажать снизу такой видеокамера, видео с плюсиком, нажимаете, отправляете запрос, я вас принимаю, показываю свое лицо, называю свое имя. В рамках культурного общения, как это бывает, можете задать вопрос, можете рассказать, можете опровергнуть мою ложную версию, если я вас вдруг считаете, что вас ввожу в заблуждение или пытаюсь каким-то образом обмануть и так далее и тому подобное. Итак, друзья, мы в рамках нашего расследования, так сказать, да, мы находим все больше и больше, вы видели, еще мы не доработали даже книгу 25-го года Аджигова Тамерлана, да, его так, если я не ошибаюсь, там, Ингушинь Аджигов Тамерлан, да, ингуши не забудут родных очагов и могил предков. Изучая его, изучая об Ингушетии, Ингушах и так далее, и другие книги, именно непосредственно касающиеся Сунжинского района, Малгобекского района, частично, непосредственно и так далее и тому подобное, видя комментарии и запросы людей, изучая книги, само собой мы приобретаем книги, оказывается, у нас появился еще один герой.
нарнийского, как говорится, происхождения. И он написал книгу, это некий А.Д. Имени я его не видел. А.Д. Яндиев. А.Д. Яндиев. Да. Автор книги, такая вот книга. «Как объединяли Ингушетию и Чечню. Документы, факты, комментарии». Вот такая книга. Вот. Всем видно, да? Данная книга, чтобы было понятно, написана она в 2018 году. Только когда начался этот конфликт, но до нас в Чечне ее как таковой не было. Ну, сейчас, как говорится, до нас она дошла, поскольку люди начали читать, изучать документы. Итак, ответственный редактор Кокорхоева Д.С., доктор политических наук, доцент кафедры истории Ингушского государственного университета. Рецензент, ныне покойный Кадзоев Нурдин, заведующий отдел древней и средневековой истории Ингушетии, Ингушского НИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, заслуженный деятель науки Республики Ингушетии. И Яндиев А.Д. Больше ничего. Изначально там написано, и эти книги изданы в количестве 1000 штук, чтобы довожу до, да. Начало заглавия мне больше всего нравится, оно вот так идет, чтобы было понятно. У гор и горцев одна душа, и стук единые сердца. Чеченцу нет роднее ингуша, а ингушу чеченца. Вроде бы начало такое пафосное, красивое, братское. Должно было быть, и в этой книге должно было быть вот, родное друг другу, да, милое такое. Но дальше вы ознакомитесь. Страниц в этой книге 295, их 1000 экземпляров. Компьютерная версия Кадзоев М.Я. То есть еще одна верстка занимался, еще, целая династия Кадзоевых получается. Яндиев Абдул-Азиз Джабраилович. Научно-документальное издание. Это никто не отмажется. Если у Аджигова там написано исторический документальный роман, там, да, в данной ситуации, в этой же книге написано, что это научно-документальное издание. Чтобы было понятно. Еще раз повторю, вот это одна из книг, которая написана, и что здесь будет написано, и как здесь все меняется, как подмениваются понятия, как обманываются люди, лживая информация подкидывается всем остальным. Я не знаю, видели ли представители нашей Академии наук и нашего научного истеблишмента данную книгу и отреагировали ли на нее или вообще нет, но однако данная книга есть, и она является научно-документальным изданием. На что, я считаю, нужно было, если я не знаю, если есть, я не видел. Честно сказать, последнюю работу, которую я видел, это работа Умалата Лаудаев «Чеченское племя. Суждение о комментариях». Вот такая книга, Академии наук, вот такая брошюрка, монография. Здесь тоже, грубо говоря, не столько об этом. А эта книга 300 страниц, вот такая книга, издана она на улице Чеченской, как бы это ни звучало иронично, как и все многие книги против чеченцев в городе Назрань, на улице Чеченская, дом 5. Написано «Ассаламу алейкум башлам каблой марх да обл дуэл ва алейкум ассалам мараниш дадуа алхамдулилlah». Могшда цацомшда ла вай дахобшду қобар дошду иншалла рахман вай яхдар оқадомшда намарниш сақабуач Аллах инхиятам цанит спачон қобичду хилху ахла вай дин мелду қобарду дал қаб массан вай пурбал вай дал шейх инхиятам вай массар. Итак, честно скажу вам, когда мне рассказали об этой книге, я думал, что это просто-напросто невозможно, когда мне рассказывали, что в этой книге есть такая-то информация. Яндиев некий, Абдул-Азиз какой-то, вроде бы себя не показал, нигде не светился, никаких высказываний о Чеченской Республике как таковой не делал. Появляется некий Яндиев Абдул-Азиз. Не путать с Яндиевым Даутом, который там заместитель министра
там, заместитель министра сельского хозяйства, которого потом за свое высказывание привезли, и он говорил, что его черт попутал. Но не суть не в этом, это другой Яндиев, здесь, по крайней мере, Яндиев АД. Мы нисколько не оскорбляем, ничего такого нового, сверхъестественного в этой книге, кроме как это научное издание, кто автор, опять же, откуда растут ноги, здесь работники, чьи работники, здесь уже четко видно, здесь есть издание, здесь есть высказывание в конце, самом конце, я начал с конца, как говорится, здесь есть высказывание президента Мурата Зязикова, якобы выступление ныне покойного Ахмадхаджида Алгазов Полбалдацун, первого президента, да, и высказывание президента Российской Федерации Владимира Путина. И вот такие моменты, это в конце, мы до этого обязательно дойдем, но не доходя до этого, здесь есть информация, которая нам очень интересна. Ну, поскольку я вам сказал, давайте изначально, чтобы вы поняли, я зачитывал заглавие, здесь было написано: «У гор и горцев одна душа, и стук единые сердца. Чеченцу нет роднее ингуша, а ингушу чеченца». Вот с таким заглавием якобы начинается книга. Но самое интересное начинается в другом. Здесь же на второй странице есть введение. Сейчас. Так, простите, на эмоциях, поэтому прежде чем начать, мы давайте пройдемся по содержанию. Что же в этой книге содержание какое? Введение из истории образования, реорганизации и упразднения Сунжинского автономного округа, включение города Грозный в состав Чеченской автономной области. Слушайте, включение города Грозный в состав Чеченской. Эта книга написана не в ЧССР. Эта книга написана непосредственно в 2018 году. Здесь, кроме Нурдина Кадзоева, остальные все живые. Здесь очень много авторов, действующих сотрудников НИИ Ингушетии имени Чаха Ахриева, университетские преподаватели. Здесь они все есть. Чтобы вы понимали, не надо говорить, что это какие-то там Артемы, Васи, Пети, которые там не в теме, которые не знают, которые без имен. Нет, эти люди, оставляя свои имена, оставляя, чтобы мы знали, не надо говорить, мне рассказывать, приходить. Хаюк ирбарт бог вачухун цадина проплати динаш хоршбу хакар язинек да еши. Башлам ахсан жуап хундло ахсан тидам хундбот ак сүйек эрдош. Но хокт ядек худуцауш. أصدقائك سون هاوي أنا سونا داخوات إنكرلو يتسرج تياشلي يتسرج إتا يس قمير سياش باش دوس قمير سداشة شيء دايما خكرلات سودو يشدو حاج وای نوخچ چو خولو يشدو حاج وای يرچ خولو يشدو حاج وای دوزنش خولو يشدو حاج هر شو уже دق استنا قه قيچ خانه وای ملك ازګه دګردچ تایزر اسبه دوز قه شيت توشرا دوز قه цайт توشيت توشرا دق استن بويش وای Мадардич. Цут ямашадела. Танат эялоша душон. Тре притчудели нохчиматач. С 1990 года по 2026 год прошло уже 20, 30, 40 лет. Они пишут книгу в 2018 году, и содержание его заключается в том: включение город Грозный в Чеченской автономной области. Точка. Следующее. Объединение Чечни и Ингушетии в единую Чечено-Ингушскую автономную область. Новое объединение. Кому это надо? Заключение, приложение, список используемых источников. Вот так вот. Это непосредственно литература. И тут введение, я вам зачитывал, роднее нету, ингуша, чеченцы, туда-сюда, зертпэт. Вроде бы замануха красивая, вроде бы хорошая, такой братская. И смотрим. Первое введение, сразу на следующей странице, я прочитаю, я не буду читать до конца, но вы поймете. С периодичностью от 5 до 10 лет систематически возникает вопрос о возможности объединения Чеченской и Ингушской республики. То в Москве какой-нибудь политик-неудачник во власти уровня Шахрая сделает заявление типа «разделение этих республик было большой ошибкой, ее надо исправить». Запятая.
то председатель парламента Чечни Дукваха Абдурахманов выскажет мысль, что нужно вернуть Ингушетию в состав Чечни. То еще какой-нибудь политик, похожий на Владимира Жириновского, заявит, что укрепление регионов должно привести к возвращению бывшей Чечено-Ингушетии и тому подобное. В связи с этим возникает несколько вопросов. На чем основаны эти заявления, насколько реальна возможность объединения объединение, что это даст объединение и объединяющим. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо выйти в ответ на вопрос, как вообще возникло это объединение двух народов под названием Чечено-Ингушетия, в чем была необходимость его создания, существования, чем было обусловлено соединение двух самостоятельных национальных областей, имеющих на момент их слияния все условия для автономного существования и развития, ну и так далее и тому подобное. Это не столь важно. Я вам просто пояснил, что начало там идет о том, что очень сильно перепугавшись, якобы, что объединяя Чечню и Ингушетию, написана данная книга. Но, начиная с эту книгу мы полностью разберем обязательно, поскольку она написана непосредственно против нас. Написана она в 18 году. Написана она научной интеллигенцией, так называемой в кавычках. Являются ли они научными? Ну, по крайней мере, они записаны здесь со всеми регалиями, кто там задействован. Итак, смотрим, что меня заинтересовало и что я хотел бы зачитать вам и потихоньку разложить по этой тематике. Я прошу внимания, я прошу готовить ваши вопросы. Я быстро пройдусь по ним, чтобы вам было понятно, что в этой книге написано. Конечно, время от времени мы будем смотреть и параллельно другие книги и другие документы, которые говорят, проверять, настолько достоверна нынешняя пропаганда. Опять же, прошу вас заметить, книга написана неким Яндиевым, написана она на базе НИИ и университета, государственного университета, то есть все ученые задействованы в этом. Это не Подворотня, это не Руслан Бузуртанов, не Идрис Абадеев, да, которые могут ссылаться и сказать, что это написали неучи. Это конкретно знающие люди, как они считают себя, имеющие свои ученые степени. Написана она, грубо говоря, по материалу, который зачитывал, конкретно против нас. Нас или нет, вы поймете сейчас о чем. Итак, альтернативная историческая дата для определения административной границы. Вот так называется заглавие одной из глав. Я зачитаю вам, чтобы было понятно. Все, опять же, вопрос касается Сунжинско-Малгобекского района, селения Бамут, а также Наурского, Каргалиновского и Шилковского района. Вы можете сказать, как это связано, что даже сам отец революции, всей ингушской революции Бимбулат Богатырев сказал, что это чушь и ерунда в своей научной работе в газете НИСО, кажется, если я не ошибаюсь, написано в 90-х годах, что никогда в жизни никто никакую альтернативу не предлагал, и что Шилковской и Наурский район не были даны взамен Чечено-Ингушетии, взамен пригородного района, что это все ерунда. Эти высказывания были. А это почему? Я вам поясню. В то время еще была Чечено-Ингушетия. Еще не разошлись. Нужно было заигрывать. Есть выступление Бимбулата Богатырева, где он столько просто лестных слов. Мы должны благодарить наших братьев за то, что они нас приютили и так далее и тому подобное. Это высказывание, это видео есть, вы можете посмотреть. Это начало 90-х годов. Это не то видео, которое в 2018 он начал говорить, что он сказал: назло чеченцам и осетинам Всевышний дай нам возможность создать Ингушскую автономную область и Ингушскую республику. То есть в начале
красиво в лицо братьям. Почему? Потому что самое мирное расхождение и разделение двух республик, это было, считается, что было вообще на постсоветском пространстве, это когда разошлись Чеченская и Ингушская республика, по-братски разошлись. И в это время, как братья, говорили красивые вещи. А вот в 2018 году, уже когда разошлись и прошло определенное время, когда Чечня провела 2 войны, да, была первая русско-чеченская война, потом была вторая русско-чеченская война. Прошло столько лет там. Они начали уже рассказывать, как сказали, делали дуа. 2 этих видео есть. И первое видео есть, где он хвалит чеченцев и благодарит за то, что они приняли, помогали. И есть и второе видео, где он говорит, что делал дуа на зло чеченцам. И ладно, я могу понять, осетинам там есть с ними конфликт. Но какое зло было чеченцам от того, что вы хотели создать республику? Все документы, которые я беру в основе своей, как раз из-за этих хороших, красивых ваших выступлений, которые были в 89-м, 90-м году, чеченцы и в 73-м году, когда вышли на митинг в городе Грозном, в январский холодный день, я вам говорил, что я лично брал интервью у этих людей. Завали свое хлебало, Хайрут, завали, не воняй здесь. Итак, вышли чеченцы, большинство, кто вышел, было это чеченцы, и поддержали своих братьев в 1973 году. И в 1989 году, когда провели в ДК Оргтехника, кажется, если я не ошибаюсь, и ДК Кирова проводили первые заседания, да, съезда ингушского народа в городе Грозном, где вы повесили в коридоре, как рассказывает очевидец тех событий, который сам участвовал, там был Темшев, где вы повесили портреты Ермолова, Сталина при входе и так далее и тому подобное, когда делались первые съезды, и вам задали резонный вопрос и сказали, как вы могли вот этих людей, душегубцев, которые убивали и чеченцев, и ингушей, повесить здесь, вы сказали, что это тактический ход для того, чтобы не было проблем. Ну и так далее. Посмотрите интервью Мусы Темишеву, который рассказывает про этот съезд в Кирово. Ну да ладно, мы сейчас не столько осуждаем. И в то время, когда выступали, чеченцам показывают, как раз таки рассказывали, говорили хорошие слова. И чеченцы поддерживали. Поддерживали, что вы хотите восстановить свою республику. Чеченцы поддерживали. И документально есть основания на то, что вы поддерживали и возвращение пригородного района. Есть Лечи Умхаев и книга Хамзата Умхаева, где четко описывается, когда делегация выехала в Осетию, Владикавказ, встречались с Галазовым с ним, что они готовы были создать комиссию, вернуть пригородный район, без как говорится, и так далее. Хайрут, когда наберешься мужества зайти и отправить мне запрос, показывая свое имя, лицо и свое имя, тогда говори. А так не надо вонять. Еще раз прошу. Про Хасбулатова, то, что он был против создания республики и так далее и тому подобное, я тоже зачитывал в эфире эти документы. Как об этом говорит Бимбулат Богатырев, с этой книги я зачитывал их. Не ты, не отвлекай. У тебя не получится, не отвлекай. Итак, забегая все вперед, и мы знаем, что были вот эти высказывания, а теперь я хочу, чтобы вы услышали моменты, которые описывают они, научные деятели с НИИ и с университета Ингушского государственного. Если более называется альтернативная историческая дата для определения, слушайте, для определения административной границы. То есть, чтобы было понятно, они говорят, что мы должны определить границу, мы, чеченцы, не тогда, когда мы хотим по 1934 году, слушайте, а по 1922 году. Почему, сейчас вы узнаете. Освободилось. Так, сейчас посмотрим, неужели закончился. Отключиться. Вот так вот.
Вроде бы, ассаламу алейкум, приветствую, друг. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Вроде бы все сделал как надо. Сейчас, минутку. Итак, Telegram мы подключили снова, надеюсь, вышли и зашли снова. Итак, друзья, слушайте, я зачитаю, вы поймете, и потом я алейкум ассаламу рахматуллахи баракатуху. Итак, алейкум ассалам, слушаем. Если более внимательно рассмотреть вопрос административно-территориальных пределах, происшедших в первые годы советской власти, то возможно определить альтернативное предложенной чеченской стороной, то есть альтернативу чеченской стороны, нашей стороны, историческую дату для определения административной границы. То есть нас учат ингуши, каким годом мы должны решить вопросы административно-территориальной единицы Чеченской Республики. Ингуши учат нас, что мы должны свою территорию определять не по последним датам, которые мы сошлись, а более ранним. И как они это обосновывают? Смотрим. Дату для определения административной границы. Для этого необходимо вернуться в 1921 год, когда была образована Горская АССР. Я вам хочу пояснить, еще раз повторяюсь, что в основном границы и передаются вообще преемственно считается последнее государство. Допустим, было СССР, после СССР было потом уже непосредственно РСФСР, после него была Россия, Российская Федерация. Вот так должно быть. А не вот так, как, знаете, начиналось там до создания СССР, до создания там другого. А давайте мы пропустим целый промежуток советской власти и начнем с периода царской России, со времен там Николая II. Ни Ивана Грозного, ни Петра, основания России и территориальной единицы. А вот мы почитали, говорим, ну давайте границы будут не со времен Петра Первого, а или Ивана Грозного. А скажем, со времен, ну не знаю, Ярослава Мудрого. Какое ты имеешь право определять границы тех, кто может тебе еще, грубо говоря, ты не имеешь никакого отношения. А если спорная ситуация, эту спорную ситуацию должны решить федеральный центр, Москва и город Грозный. Ну уж точно не два глаза у среднего. Ладно. Дальше продолжим. Эмоционально, чтобы не переключаться. Итак, просто знаешь, все, когда ты много знаешь, и слушай одновременно. 20 января Горская ССР, 20 января 1921 года был издан декрет в ЦИК РСФСР об образовании на территории бывшей Терской области Горской Республики. Пункт 8 декрета гласит: автономная Горская социалистическая советская республика делится на 6 административных округов, каждый своим окружным исполкомом. Первый чеченский, второй ингушский, третий осетинский, четвертый кабардинский, пятый балкарский, шестой карачаевский. Города Владикавказ и Грозный с нефтяными промыслами выделяются в самостоятельные административные единицы, подчиняются непосредственно в ЦИК СНК ГАССР. Дальше слушаем. 30 ноября 1922 года из Горской Республики, здесь самое интересное, что они не указывают, что первые вышли оттуда, если я не ошибаюсь, кабардинцы с Горской Республики. Они якобы показывают, как будто бы этот же трюк пытался протащить некий общественник, историк, бывший политический деятель Мусса Зурабов, который приезжал к экс-председателю парламента Магомеду Даудову, который его посадил, как говорится, на фактах и документах
в лужу и отправил с тем, с чем пришел. Хотя он его полностью опроверг, показал его лживую карту и все остальное. Несмотря на это, этот человек уехал и опять тряс лживой картой, фейковой картой, и говорил, что вот якобы эти земли были наши, включая акинцев, которые являются исконно чеченским тейпом. Я имею в виду лам акинцев. Точно так же, как и Тухум акинский, ауховский, является тоже чеченским. Но суть не в этом. Дальше читаем. 30 ноября 1922 года из Горской АСР вышла Чечня. То есть они не указывают, когда вышла сначала Кабарда, они сразу начинают с Чечни. Образовав Чеченскую автономную область. В постановлении президиума в ЦИК было сказано выделить Чечню из состава Горской республики в автономную область с резиденцией в городе Грозном, не включая город Грозный в состав автономной области Чечни. Точные границы автономной области Чечни должны быть определены административной комиссией в ЦИК, не включая даже города Грозного. Готовы были, и на картах она указана, что когда была чеченская автономия, есть одна карта, где не входит город Грозный в чеченскую автономную область, хотя это сердце самой Чечни. Но ситуация политическая была такова. Но это чуть оставим дальше. Дальше. В дополнение к этому решено 4 января 1923 года Президиум ЦИК принял постановление, где было сказано границами автономной Чеченской области считать границы Чеченского автономного округа Горской социалистической советской республики с включением станиц Петропавловская, Чуртоги, Горячеисточникская, это Дойкур-Уляйл, Ильиновские хутора, Сархтинского, Сунжицкого округа. Точка. Выход Чеченской автономной области из состава Горской АССР является первым актом строительства своей государственности. И определение ее в рамках собственной территории чеченским народом. То есть, даже несмотря на то, что чеченцы согласились на те маленькие условия, но главное, чтобы быть независимыми, отдельными, здесь рассматривается как? То есть чеченцы не претендуют в то время на эти земли, а значит это не их. Они вот согласились на эту территорию без Грозного, без всего остального, значит вот их земля. Другой земли у них нету. И у них нету никаких вопросов по этой земле. Вот что здесь подразумевается. И поэтому подмечено это здесь, собственно, территория чеченским народом. То есть все территории, которые входили только, когда вышла Чеченская республика, Чеченская автономия вышла из Горской республики, они говорят на этом основании. А там земля вообще маленькая, чтобы было понятно, это вообще маленький кусочек. Но дальше. Мы должны, послушайте, по их словам, по словам ингушей, точнее их научной интеллигенции, мы должны на этом основании расходиться или сходиться и решать свои вопросы с ингушами. Однако здесь не говорится четко об одной вещи. Во-первых, чтобы было понятно. Сейчас подождем. Я зачитаю. Здесь до конца осталось чуть-чуть, я вам поясню дальше. Таким образом, мы предлагаем брать за основу, то есть ингуши, научная интеллигенция, границу Чечни, которая была определена фактом ее самоопределения в 1922 году. Это нам говорит не федеральный центр, не Российская академия наук. Понимаете? То есть федеральный центр, который реально должен был решать эти вопросы, поскольку это федеральный центр, у них нет никаких претензий, они знают, какие исторические земли чеченцев. Не они нам предлагают это. Не осетины нам предлагают это, ни дагестанцы это нам не предлагают, ни терские казаки соседние нам не предлагают эти. Хотя в дальнейшем вы поймете, о чем я говорю. Никто, ни грузины, никто нам не говорит, чтобы мы свою родину определяли, границы своей родины определяли по 1922 году, 1900. А вот ингуши, точнее вот эти люди, не ингуши, а норнийцы, написавшие из научной интеллигенции соседнего региона, наши соседи, пишут, что мы должны были определить альтернативную дату и выбрать 1922 год. А почему, вы сейчас поймете. Дальше.
была определена дальше, границу Чечни, которая была определена фактом ее самоопределения в 1922 году, без присоединенной в 1929 году вследствие репрессивной политики по отношению к ингушам и казакам территории Сунжинского округа. Хопа, как вам? Поясняю вам, чтобы было понятно для тех, кто не понимает и кто глухой в танке. В 1929 году упразднили Сунжинский казачий округ. По желанию самих казаков и тех жителей, которые проживали там, вся эта территория добровольно, из-за мощной промышленности, экономического потенциала, из-за того, что эта гряда Сунжинского казачьего округа по Сунжи и дальше до Петропавловки, Ильиновки проживало больше казаков сунжинских, терских казаков, проживали там, они сами добровольно присоединились к Чеченской автономной области в 1929 году. Поэтому наши нарнийские ученые соседнего региона нам говорят, вы не должны по 1934-му. Почему? Потому что в 1934 году 5 лет эта территория была уже за Чеченской автономной областью. И чтобы этого не было, чтобы претензий у чеченцев не было, и чтобы чеченцы не говорили, это Сунжинские, Малгобекские районы были за Чечней 5 лет. Чтобы вы этого не сказали, они говорят, мы должны пересмотреть и брать альтернативную версию. А альтернативная версия заключается, что вы должны по 1922 году, когда вы вышли из Горской республики. И помните, я вам говорил, один момент не учитывается, не зачитывается и в этой книге. И Муса Зурабов так не любит об этом говорить. И они упрекают, Муса Зурабов сказал, вот когда чеченцы выходили из Горской АССР, почему они не предъявили претензии к землям части Малгобекского и Сунжинского района? Вот это высказывание было у Мусы Зурабова. С сильным аргументом, мол, вы ушли с тем, что есть, вот и живите. Вы не предъявляли. Но только Муса забыл о другом. Как Чечня вышла без этой земли, так и Ингушетия вышла без этой земли. И не претендовала, и не заявляла, и не выводила митинги 100-тысячные, 30-тысячные, 10-тысячные в то время. И не говорила, что Сунжинский казачий округ частью Малгобекского района, что у них к ним претензии, что это их земли. Не было такого. И они точно так же вышли из этого состава. Точно так же вышли из этого состава Горской АССР. В чем хвастается в дальнейшем в этой публикации, что последними из этой республики якобы вышли казаки и так далее. Недовольные решением, здесь указывают, что казаки были недовольны. Послушайте, решение самих русских и казаков, которые выбрали, посмотрели, там ближе был, честно если сказать, Владикавказский округ. Да? Владикавказский округ, или как он, военно-осетинский округ, ближе был, с их потенциалом, всем остальным. Ну, почему именно эти жители, в том числе с этими селениями, которые в 18 году по-братски, ну, сейчас речь идет, вот, на книгах-то эти люди до сих пор это пишут, не абы кто, а якобы их научные, в кавычках, да, научные деятели нашего соседнего региона. И вот они указывают нам и говорят, что мы должны выбрать не 1934 год, когда соединили их с нами, а 22-й. А разве в 22 году объединили с нами ингушей? Нет. В 22 году Сунжинский округ входил в состав ингушей? Нет. Они говорят, наши права нарушены, вот там есть статьи. Да, там есть статьи, что были заселены, что разрезаны там Ингушетия на 2 части. Да. Но этот разрез идет, чтобы было понятно, от города Владикавказа до Петра. Итак, мои друзья, вот карта того самого Терской области. Видно всем? Да? Теперь я прошу посмотреть. Видно вот это белое? Вот видно? Вот этот белый клин. Видите? Это все территория, которая здесь, данная ситуация, принадлежит казакам. Это начиная от Владикавказа, заканчивая, доходит она до Моздока клином. И с Моздока Грозный, Петропавловка, Ильиновка. Оттуда вот это 3
три, так сказать, точки. Моздок, Петропавловка, Ильиновка, Владикавказ. Вот этот треугольник, если объединить, все эти земли переданы терским казакам, и туда они непосредственно были расселены, терские казаки. Когда начинают говорить, нас ущемляли, у нас земли забрали, это только наши земли забрали. Я хочу сказать, а что ты ел на ночь? Фасолевый суп или горох? Потому что по территории, если вы посмотрите эту карту, я ее могу вам покажу обязательно. Она есть у меня, вы можете зайти посмотреть. Этот кусок больше занимает чеченских земель. Да, там остается сверху кусочек Ингушетии и нижняя часть горская. Вот между ними клин есть этот. Но этот клин между ними, это не те самые Сунжинский, Малгобекский район. Сунжинский, Малгобекский район, это верхняя часть, которая примыкала к Чеченской автономной области. Верхняя часть, северная, у нас получается северо-западная часть. Вот как это было. Не нужно тех людей, кто... Поэтому я вам публикую карты, поэтому довожу до вас это. Ни в какой Горской республике они не предъявляли. Нету ни одного документа, ни одного митинга, ни одного высказывания того периода, где они говорят, это наши исконные земли. Они не могут этого сказать. Я вам поясню, почему даже не могут сказать. И плюс ко всему, как они могут предъявить по северной части земли, когда в этой книге у Яуза Ахмадова, книге «Народ и земля», четко указывается, где параграф этот называется документальный, смотрите, документальные материалы, видно, да? Вот, здесь четко в этой книге, у кого и нет, посмотрите, вот прошение, вот все фамилии, я вам их назвал, имена, фамилии тех людей, которые заняли земли арстхоевцев, чеченцев, там указано, временно захвачен, смотрите, как написано. 20 июня, я зачитаю вам коротко, 20 июня 1893 год, список жителей Горной Ингушетии, поселившиеся в качестве временно проживающих арендаторов на войсковых казачьих землях по Ассе и Фортанге, запятая, захваченных в результате Кавказской войны у Цичоевых, Мирзоевых, Галашевцев, Арштхоевцев, Карабулаков, Малая Чечня. Вот как это документально написано. И кто? Хутор Галашки, кто заселен. Документ номер 3. Все эти сноски, каждое село, сколько фамилий, с каких сел, с какого общества переселились, в этой книге есть это все. Только основанных на документах. То есть военные документы. О каких там разговоры, о каких землях, о каких претензиях мы говорим. Ладно, оставим, продолжим дальше, не отходя от кассы. Вот так, господа хорошие, одна из глав книги Яндиева, которая называется «Альтернативная версия того, что чеченские историки должны были выбрать по мнению мамонтозавров и саблезубых тигров», которые рассказывали о них. По их мнению, чеченцы должны были выбрать 1922 год. И нам они объясняют, гении научных трудов объясняют, что вы, чеченцы, должны себе не в выгодную сторону, не в угоду своей истории, своего народа, реальной истории, а в нашу выгоду. В нашу. Вот мы правы, вот мы вам предлагаем альтернативную версию. Хотя даже в этой альтернативной версии, еще раз повторюсь, они не претендовали на эти земли. И этот кусок земли не чеченцы написали, они сами захотели и их присоединили к чеченской автономии. И 5 лет оно просуществовало в чеченской автономной области. Начинают рассказывать, до сих пор их норнийцы рассказывают, вот всего 5 лет было. Окей. Один документ покажите, что он у вас был хоть один день в составе. Такой вот у меня. Что он был ваш 1 месяц. Вся эта территория была ваша. Один документ предоставьте.
Я больше ничего не говорю. Что вся эта территория, которая принадлежала Беко-Черкасским, Бек-Черкасский продал Российской империи. Российская империя, там входили эти земли, это и Моздок, и Предгорная, это там многое. Как раз мы подойдем к вопросу, который я вам обещал. Вот напечатанное архивное управление Чеченской Республики Далсидо. Они открыли наконец-то архивы и рассказали, кто какие селения там основал и кто был первым основателем этих селений. Мы до этого тоже дойдем. Просто времени бывает мало, а информации много. И не всегда все получается, как мы хотим. Ну да ладно. При этом следует подчеркнуть и тот факт, что станицы Сунжинского округа тесно связаны исторически с Ингушетией. Тесно связаны с Ингушетией. Что обозначает Малгобекский и Сунжинский районы, которые тесно связаны с Ингушетией. У меня возникает вопрос, а с кем они не тесно связаны? Вы хотите сказать, с чеченцами они не связаны? Так в Псидахе, псидаховские чеченцы живут там намного раньше, чем ингуши. Ингушей там вообще почти не было, когда там псидаховцы жили. И намного раньше вас. Они не чужие, ни чеченцам, ни ингушам. Связаны с ингушей. Это связано когда? То, что вы переселились и ваша экспансия туда проходила на протяжении там, начала 20 века и до середины 20 века, потом в 21 веке окончательно. Так у нас есть и статистические данные, как изначально все это началось. Как оно началось изначально, какое количество туда переселялось, сколько было в начале. Это все тоже есть документально. И пока вы не начинаете вонять, писать вот такие писульки, книги целые, да, на 300 страниц, ваши научные деятели из Святой Нарнии, нам дела и нету до этого, не было. Ну да ладно, дальше продолжим. Лилийские отступления оставим. При этом следует подчеркнуть, там связаны исторически с Ингушетией. Дальше слушайте, что они подводят. Продолжая оставаться вместе с ней в составе Горской Республики до самой даты ее распада 7 июля 1924 года. Вот мне интересно, чеченцы не имели никакую власть на Горскую АССР, как таковой. Да, влиятельную власть, чтобы себе больше забрать земли и так далее. Мы видим это по городу Грозному. То, что мы хотели со столицей города Грозном, Горскую АССР, что не давали, это все видно документально. И таким образом вот Сунжинский казачий округ вышел с вами, вот вы говорите, последний, вместе с вами до того вышли в 1924 году. Вот скажите мне, в 1924 году вас там было больше, по вашим словам. Они были ближе к вам исторически, по вашим словам. И политически ближе к вам. И почему все эти плюсы, и чеченцы не имели никакого влияния, не претендовавшие на это место, ушли в свою чеченскую автономию, и все равно они еще через 5 лет, а это с 24 по 29 у вас было 5 лет, чтобы провести митинги, там подкупить, дать бабло, тут суд, зырт, пырт, сказать, это история нашей чурты и так далее, то все, поехать в Москву, написать телеграмму, попросить там, мы вечно верные, туда-сюда, да, яйтина, можно было его к себе присоединить, да? С учетом того, что вы послужили великому делу революции, там с Деникина наказали аж на целых 6 дней. Я это все понимаю. Со всеми этими заслугами, со всеми этими привилегиями, со всеми этими статусами, родственными отношениями, историческими взаимоотношениями. Почему через 24-29, за эти 5 лет вы ни черта не сделали? А этот округ через 5 лет добровольно сам попросился, чтобы его присоединили к Чеченской автономной области. Если хоть один документ, где вопреки вам, вашему руководству, вашим, там, я не знаю, управленцам, чеченцы подсидели, попросили Сталина, кого угодно, Ленина, Орджоникидзе, Микояна, Берию, кого угодно, где написана бумага,
Мы, чеченцы, не просим вас, не отдавайте ингушам, они чисто исконно чеченские земли, и дайте, присоедините его к чеченской автономной области. Хоть одна бумага у вас есть, чтобы вы могли обвинять нас, ваших соседей, по высказыванию ваших д'Артаньянов. Есть ли хоть одно выступление чеченцев, где они говорят, что не давайте это нашим братьям, отдайте нам? За эти 5 лет чеченцы ни слова, ни одного документа не написано, по крайней мере, где говорится, чтобы не давали эти документы, не давали разрешения ингушам. Не было. За 5 лет вы показали свое истинное лицо, Мадардич. И плюс эти земли вам никогда не принадлежали, поэтому с 24 по 29 год, за эти 5 лет они приняли решение и сами присоединились к Чеченской автономной области. И еще раз повторюсь, переходя к следующему заглавию этой нарнийской книги, хочу сказать, не вам решать, по какому году чеченцы должны решать судьбу и границы своей территории. А с вами мы выставляем дату ту, который считаем нужным. Почему? Потому что вы присоединились к нам, или вас присоединили к нам в 1934 году. И далеко не по нашему собственному желанию. Мы и без вас, альхамдулилля, хорошо жили. Будь проклят тот, кто это сделал. Я не против братства, но братство должно быть не на кончике языка, когда выгодно, а братство должно быть в сердце и в крови. И тем, у кого в крови и в сердце есть это братство, мы всегда им рады. Но никому заниматься подхалимством и говорить, навязывая вот это мнимое братство, это не прокатит. Это прокатит только тем людям, кто верит в ваши байки и ложковые вот эти разговорчики. За это время мы видим, это какая книга по счету? Это не Идрис Абадиев, это не сказочник Бузуртанов, не сказочник Абадиев Идрис, который не имеет никакой ученой степени. Это люди с государственного университета и с научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева. Они написали эту книгу. Ныне покойный тоже, в том числе. Здесь они перечислены. И вы нам еще указываете, когда мы должны определять границу. Да, кстати, эта книга написана в 1000 экземплярах. Чтобы было понятно. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Ваша книга такая, нахилш и вот что я зинтали книга шахиятра. Цан духал баца ой официальный компетентный орган учреждений снахан духал из обжар книги обнулите это. Цаабол бой ца ученый уй ца историк уй. Да. Не, я искренне я говорю, я не знаю, я царасун. Юй, академия белой буй. Азжаплон, асатана ва эфир даюле даалага дахачтега худар. Изначально я сказал, какого года эта книга, кто этим занимается. Когда я увидел, что книга написана на уровне Чеченского Ингушского госуниверситета и на уровне НИИ, научно-исследовательского института республики, соседней республики, да, как они любят говорить, мы тоже будем так, раз так пошло, такая маза. Я задался вопросом. Я лично с 18 года не видел ни одной книги, которая написана против нее. Вот она написана в 18 году, я видел книги, которые вышли. Я показал книгу Академии наук Чеченской Республики, это работа Умалата Лаудаема «Чеченское племя. Суждение и комментарии», такая монография, которой я встретился. А я видел книгу «В поисках национальной идентичности», не имеет отношения к Академии, там тоже нету ответа. И вестники, невестники, честно сказать, Бергбичи, Ахмад, никакой книги, которая написана против некого Абдул-Азиза Яндиева и его команды, я не видел.
Компетентные люди эту книгу, увидев, должны были сделать, или же это должно было сделать наша НИИ, или это должно было сделать наша Академия наук, или это должен был сделать Чеченский государственный университет. Я не знаю, может быть, у них есть эта книга написанная, но я, как общественный деятель, простой человек, я ничего подобного до меня не доходило. Может, до тебя доходило, может, вы знаете что-нибудь. У вас есть Нет, такое? смотри, я о чем? Если вот смотри, это заведомо яркий бред, яркая поклеп в книге, поклеп, выдумка, в основном все основано на слухах, баснях. Это можно, этот вопрос с этой литературой вообще в целом, которая пишется о нас, это можно абсолютно без проблем посредством компетентных органов опровергнуть, обнулировать, осудить, я не знаю, какие-то Да. санкции, эти вещи нужно применить. Почему я искренне, я не понимаю, я задаю этот вопрос, почему вот, когда вот можно вот такие действия принимать, мы ничего не делаем. Ну, вот все слышится оттуда. А у людей вопросы, почему мы не реагируем, то есть люди, которые должны реагировать по профилю, которые сидят, занимают места. Вот. И вопрос, Амин, Дересхил. Но смотри, валейкум ассалам, отвечу, Ахмад, на твой вопрос. Дело в том, что экстремистское признать эту литературу так сказать, не вариант. Почему? Да, здесь интерпретация данного вопроса по территориальным претензиям друг к другу написаны выдержками с определенных контекстов, вырванными и своими волеизъявлением, имеется в виду своим мнением, они написали эту книгу. Ее должны, по мне, что это показать, что это полнейшая ерунда и бред, это должны были сделать на научные круги чеченского истеблишмента, научного истеблишмента. Они должны были на уровне дать ответ. Почему? Потому что, чтобы рассмотрели как экстремистское и все остальное, здесь нету от себя ничего не написано, кроме как выделенные определенные вырезки, что вот, да, допустим, возьмет сотрудник, там, допустим, ЦП или МВД, возьмет здесь, прочитает, там, в 22 году граница была, да, вышли, да, здесь пришли, да, это все, как бы, это историческое, это история. Но как они ее преподносят, лживо ли, подмена ли понятий, показывать другую альтернативную версию, это должны делать научные сотрудники, научные работники. С нашей стороны, я не знаю, даже, возможно, они даже не знают, что есть такая книга. Потому что, я честно скажу, вот до меня эта книга дошла буквально, дня 2 тому назад. А я, как вы знаете, во всех этих книгах лазию, пытаюсь их все больше и больше найти. И мне, конечно же, если я не нашел, то они... Хотя, честно скажу, я честно скажу, я не удивлюсь, если завтра, если мы, Ахмад, ты и я скажем, вот, что вы сделали по этому поводу, они скажут, мы написали книги, мы написали статью, он где-то там лежит, но никто его не видел. Может и такое быть. Но сун цегина он ответ, а сразу бахонцун. Поэтому с точки зрения по экстремизму здесь она не пройдет, а вот то, что это лживая история, что это ложь, и это нужно научно доказывать. Я не имею в виду там с точки зрения каких-то силовых структур. Все понял. Я говорю, что эти люди занимают... Я говорю, что... Фальсификация истории ты имеешь в виду? Являются официальными... Да. Да, и люди что? являются официальными, не знаю, докторами или кандидатами в доктора, да, или историками. Да. У нас же есть такие же историки, такие же кандидаты. Да. Они чем занимаются просто? Им это нормально кажется? Или просто эту работу можно же официально там опровергнуть, оспорить, я не знаю, доказать, как книги написать, или официально какую-то жалобу послать. То есть
сан агвар реагировать, да диеш уйтавай нах. Бу, да диеш, до. Идуич хальч обычно бывает, хотан олчу, идуич хальча, оли, мадуи, типа, всех собак на тебя спустить, Ахмадиц, он цадюстяис, почему вот наши историки, вот один Хасан Бакаев у нас был, даже есть, вроде бы, им это неизвестно, или им это известно, и они видят. Получается, я уже повторяюсь, ну, просто, валай, действительно, и умныш хахаще, вот на их же уровне, их же салом, их мусалом улицу, вот можно же с этим человеком или с людьми там какие-то санкции, опять же, повторюсь, нужно, применить, нужно, цивилизованно, никакой брони там, да, грязня и очень. На уровне вот реально интеллигенции, научной интеллигенции, на уровне интеллектуалов, я не знаю, как иш санбол, на хатят бол бабиеш мабар, из дагдох хумет твер сонов чилу примерно. Сай бух болш, хо иш ту вайворы дех дуинда, вай бух болш, вай хам долш, хадох шнах дует, они о целом народе пишут, а то, что записано на книге, оно всегда найдет свою аудиторию. И важно, что ты там напишешь. Сумасшедшего, ты всегда найдешь свою аудиторию. Их закладывать я шел. Мина бая? Мина замедленного действия. Да. Да. Афган, вот они эти книги, я вижу, я наблюдаю, выпускают, как, я не знаю, как из-под конвейера Санхарио, и главное, объект исследования, объект обсуждения, это чечен. Да. Выиграть чукцер шайл, что войца не сравнение. Из халахиет дела. Дагахиет и умцахиет бяхчаши, да, висун, вежери бубох, швал хакар, хадича, кичар, удар есть аули. Халахиет и ум. Да. Согласен, свою оценку по этому вопросу должна была дать наша научная интеллигенция. По району следующий эфир. Анзор, Эльер, да, я знаю, я об этом сказал, я об этом рассказал. Сказал, что мы это расскажем, но сегодня у нас вылезло как раз это косвенно касаться Дяш. Здесь есть вот такая вот книга, которая называется «Как объединяли Ингушетию и Чечню». Это непосредственно тоже касается этого вопроса. Как раз таки здесь речь идет о Сунжинском казачьем округе, о Малгобекском районе, а это, как мы знаем, граничащие с этими землями территории. Поэтому я сказал, я знаю, не забыл. Обязательно это тоже будет. Поэтому здесь есть более серьезная и важная тематика, которая намного сильнее и больнее, имеется в виду, негативнее влияет на суть происходящего между двумя братскими республиками, двумя соседями, как любят говорить наши соседи. Цундера, чуть-чуть потерпеть придется, Анзор. Я не забыл, все помню и знаю. Так, дальше. После того, как Горская республика, дату распада ее 7 июля 1924 года распалась. Вот эту дату, на этом заканчивается данные. Итак, смотрим дальше. Что же следующая глава? О чем же говорит следующая глава? Зачем Сунжинский округ был присоединен к Чечне в 1929 году? Вот таким научным вопросом задаются наши, так сказать, соседи и пишут об этом книгу в 1000 экземплярах. Одна из глав этой книги заключается именно так. Давайте послушаем бред этих нарнийских сказочников, о чем же они все-таки говорят. Он худо диешь тут ешкой. والله بالله تا سونما ويا تا حيت تا سبوتنيك وتريل تلات تا هون قهوديدو ايوه сейчас жир завершить.
освободилось. Сейчас, минуту дайте мне. حاهم دعي حالتي والله أتم سيادة وشاسو إفيراو Так. Итак, дальше. Смотрим. Итак, зачем Сунжинский округ? Нигде не читал. Это супер просто. Только они могли придумать. Настолько высокое мнение у людей о себе. Объединение Ингушетии и Чечни в 1934 году имеет свою предысторию. Слушайте дальше. Раскрывающие суть вопроса присоединения к Чечне Сунжинского округа в 1934 То есть, почему присоединили в 1929 году Сунжинский округ к Чечне? То есть, это казачьими, часть Малгобекского Сунжинского округа. Вы послушайте, почему они говорят. Еще в октябре 1928 года была предпринята попытка передать город Владикавказ, являющийся в этот период отдельной администрацией, административной единицей и административным центром Ингушетии и Осетии, в состав Северной Осетии, сделав его таким образом АО. Было принято, соответственно, решение Северокавказского комитета ВКПБ, однако ингушские руководители, в частности, секретарь ингушского обкома и Зязиков, и председатель ингушского обкома исполкома Горчханов, выступили с резким осуждением этого решения и выдвинули встречное предложение о передаче Владикавказа Ингушской автономной области. 16 октября 1928 года Бюро Ингушского обкома поручило председателю Ингушского обисполкома вынести данный вопрос на рассмотрение ЦК ВКПБ, а также направить телеграмму Сталину с просьбой об отмене решения. Хотя на руководстве принципиальная и последовательная позиция, занятая руководителями области, возымела действие, ЦК ВКПБ и ЦК СССР отменили решение Краевого комитета во избежание недовольства и трений между осетинами с повестки снять. Все. Второе. Поручить Северокавказскому крайкому и крайисполкому слушайте дальше. Разработать вопрос о слиянии Чеченской области и Ингушетии. Как видно из документа, они выбрали именно черным жирным шрифтом, написали, что разработать вопрос о слиянии Чеченской области и Ингушетии они выделяют. Как видно из документа, второй пункт постановления, не первый пункт, а второй пункт. Как видно из первого объединения двух автономий не диктовалось ни исторически, ни экономически, ни культурными, никакими другими причинами. Для этого не было никаких объективных предпосылок. Это был целенаправленный репрессивный акт, в результате которого ингуши лишились своей столицы и своей автономии. Для того, чтобы создать географическое, послушайте, то бишь,
Они хотели взять Владикавказ, присоединить Осетии. Я вам поясню, те, кто не понимает. Ингуши возмутились, Горчханов и Зязиков возмутились и сказали, не дадим. Лучше давайте это будет столица Ингушской автономной области. Ну, это ладно, я не против. Это личное дело их, да. Но вместо этого возымело, говорит, отменили это решение. И, говорит, несмотря что исторически, географически никакого не было, для того, чтобы Владикавказ, грубо говоря, отдать Осетии и наказать ингушей, их решили объединить с чеченцами. Сей бред, который не имеет под собой никакого основания, я, конечно же, никак не могу оправдать. Никак. Почему не объединили осетин и ингушей в одну республику на данный период? Ведь вопрос был бы решен одновременно. И это не касалось бы чеченцев. Причем претендовали на Владикавказ и осетины, если я правильно понял, и ингуши. Могли объединить и сделать столицу. Зачем назло ингушам объединять чеченцами со столицей Грозный делать их? Потому что якобы они были против того, чтобы Владикавказ отдавали осетинам. Да и где это вообще, валикум ассалам, я, честно сказать, никаких такого рода документов, что за бред. Читаем дальше. Диктовалось исторически, для того, чтобы создать географические условия для объединения Ингушетии и Чечни, 4 февраля, слушайте дальше, 4 февраля 1929 года в состав Чеченской автономной области передали часть земель Чеченского автономного округа станицы Слепцовская, Троицкая, Карабулакская, Нестеровская, Вознесеновская, Асиновский, Хутор Давыденко. То есть получается, чтобы ингушей, они говорят, чтобы ингушей наказать и присоединить их географически в дальнейшем будущем к чеченцам, в 29 году вот насколько бред, чтобы было понятно, в 29 году эти земли присоединяются к Чеченской автономной области. Если это было сделано целенаправленно, чтобы сразу присоединить ингушей, почему это не делается через месяц? Через полгода, через год. Это можно? Нет. Знаете, когда присоединяют? После того, как его присоединили. Как они говорят, географически присоединили. Через 5 лет, в 1934 году. Что же так долго ждали? Москва ждала. Она боялась, что ли? Боялась кого? Вас? Осетин? Чеченцев? Они решали все, как хотели, меняли территории, столицы. Это им абсолютно наплевать было на тот период, в принципе, как таковой. Это время, так сказать, когда можно было, есть человек, нету человека, вопрос решался очень быстро. Вот объясните мне, почему ни год, ни полгода, ни месяц, ни 2, ну ладно, 2 года, через 5 лет. После того, как присоединяется Сунжинский округ, часть Малгобекского, они в составе Чечни живут, у них все шикардос, и через 5 лет присоединяют вас. Ну что за бред? Вот мы предъявили претензии к Осетии, Владикавказу, вы говорите, и чтобы вот нам насолить, и чтобы автоматически после этого присоединить в 1934 году, то есть на 5-20 лет вперед, 10 лет вперед они прописывали эти вещи, что ли? Научные деятели, это вам не халам-балам, это целый НИИ, госуниверситет. Танзиля, наверное, твой учитель, да? Или ты вместе с ней? Ладно, читаем дальше. Дальше смотрим. Краком и так далее. Так, как видно из документов, это ерунда, конечно. Дальше Давыденко. Сунжинский округ, располагавшийся между 2 автономными областями, был фактически упразднен с единственной целью создать, слушайте, для чего? Чтобы создать общие чечено-ингушские границы.
То есть упразднение, то, что их присоединили заранее, что если их присоединили автоматически ингуши, тогда присоединить их будет проще. Да нет, это ерунда, это чушь собачья. Во-первых, присоединенные земли, это были исконно орстхоевские земли всегда. А Орстхой, мы знаем, большая часть проживает в Чечне, никаких бы там проблем и не было, и в то время не было. Никаких возмущений не было, они жили хорошо. Были бы они сейчас, они были бы сейчас намного даже лучше. Ни с водой, ни с светом, ни с чем бы не было бы проблем, поверьте мне. Ну да ладно, это оставим, это все предположение. Может быть и нет, я могу только предполагать. Но и все же, оказывается, вот какая причина. И вот это написано, вот, эти люди, 1000 книг, 1000 людей будут читать, передавать, и люди, зачитывая от научных якобы деятелей, реально считать, что это правда. Потом они выходят на дебаты, потом они выходят писать комментарии, потом они берутся за работу научную, ссылаясь на эту работу, и появляются межнациональные конфликты. Потому что молодежь, прочитавшая это, поверит кому? Не мне, объясняющими и опровергающими эту ложь, потому что на самом деле это опровергнуть там 5 секунд, ничего не нужно. Все эти документы есть, и просто-напросто в оригинале прочитайте, вы поймете, что они не имеют обоснования совсем другое. Я читал, почему они вошли в состав ЧССР, казачек, Суджи, потому что большинство казаков проживали, потому что экономически сильный потенциал, все, им было выгодно, они присоединились к Чечне. Вот почему присоединились. Просто элементарно бабки, люди, и им было там хорошо. И экономически чеченская автономность была намного сильнее, чем и даже не в обиду осетинам, ингушам, чем весь военно-осетинский округ. Потенциал промышленный был намного сильнее у чеченцев. Всегда. Экономически. Просто образом упразднение. Ингушское. Таким образом, упразднение Суджинского округа, присоединение большой части его территории к Чечне, Господи, служило средством достижения более масштабного плана объединения Чечни и Ингушетии со столицей города Грозным. Процесс объединения Ингушетии и Чечни, начавшийся в 1929-м, странно, что в 1929-м. Почему странно? Да потому что вы буквально недавно просили нас, чтобы мы по 1922-му делали. Почему вы оттуда не начать, по вашей же логике? Ну нет, вы там написали одно, а теперь продолжение немножко иное. Дальше читаем. С Чечни начинается в 1929 году с передачи в состав Чеченской автономной Мелнигуева. Кто здесь матерится? Скажите, назовите мне никнейм, скажите, где это нордийский утырок, который здесь матерится? Никнейм, назовите его. Борщ йоцим хуштари. Хочу эль шама ярил. Аяк да борщ йоцум. Все. А ты докажи, что упоминание свое. Так, Ибраим, я уже не переживайте, все. Эту
Кашпотку мы отправили подальше. Итак, дальше. Процесс объединения в 1900 с передачей в состав Чеченской автономной округа был окончательно завершен в 1934 году. А годом ранее, в 1933 году, исторический, культурный и экономический центр Ингушетии, город Владикавказ, 1931 года Орджоникидзе был передан в состав Северной Осетии. Вот так. Что бы они ни говорили, как бы они ни вертели, получается, все равно отдали в 1931 году, с 1933 году Владикавказ. Ну да ладно. Сейчас важный момент. Его сейчас мы зачитаем, и вы поймете, кто это написал. Это уже, так сказать, сегодняшние заключительные, так сказать, но еще не все. Мы обязательно ознакомим вас с этим. О постановке проблемы и спорных территориях бывшей Грозненской области. Вот тут я хочу, чтобы вы обратили внимание. Это идут подряд главы. Одна глава, другая глава. Подряд мы вас ознакомим. И следующая глава, называется она «О постановке проблемы о спорных территориях бывшей Грозненской области». С чего они начали, как они идут? Мы видели, что им не нравится, что Суджинский, Малгобекский отдали. Вначале им не понравилось, что по 1934 не надо, по 1922 по Горской республике. Первую тему они это подняли. Зная, что это провально, что это их никто ни во что не поставит, их разобьют в пух и прах, потом они начинают другую тему. Почему там присоединили, из-за чего там в 29 году присоединили. Эта тема они тоже понимают слабая. И теперь уже третья. Дальше продолжаем. Суджинский, Малгобекский и проблему. Сейчас вы поймете, в начале данного вопроса я поднимал этот вопрос. О постановке проблемы и спорных территорий бывшей Грозненской области. А теперь, дорогие мои новчи, братья, послушайте, очень важно. Я зачитаю, и вы поймете, кто написал данный бред и данную книгу, чтобы было понятно. Я постараюсь быстро прочитать и не останавливаясь, но потом уже прокомментирую вам, чтобы было понятно. Одним из важных вопросов в рамках определения границ Республики Ингушетии и Чеченской Республики, чтобы было понятно, везде, где должно быть Чеченской и Ингушской Республики, нормальных, во всех книгах, документах, везде так пишется. И только у них, в их книгах, они всегда пытаются написать ингуши сначала, а потом чеченцы. Это стандарт. И здесь ничего, везде, во всех главах так именно написали. Никакого из этого, как бы говорится, что понятно. Вывод делайте сами. Так, и дальше. Из важных вопросов в рамках Республики Ингушетии и Чеченской Республики, в особенности в фоне заявленных территориальных претензий со стороны руководства Чечни, является акцентированное внимание на проблеме территориях, переданных в состав Чечено-Ингушетии в 1957 году в Шилковском, Наурском, Каргалинских районах бывшей Грозненской области. Каргалинский район был включен в 1963 году в состав Шилковского района, поскольку эти районы были присоединены к Чечено-Ингушетии. Слушайте внимательно. Присоединены к Чечено-Ингушетии, они собственно, к Чечне. Возникает вполне актуальная тема для обсуждения о разделе этого земельного фонда, переданного в состав Чечено-Ингушской республики из Грозненской области, что он является... Более того, да, чеченская сторона ставит, и по закону Сунжицкий и Малгобекский район, который вам оставили по-братски, по закону, и юридически, как указывал наш глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров, юридически это полностью земли Чеченской республики.
юридически, потому что последние до соединения с ингушами эта территория принадлежала чеченцам. И после она должна была принадлежать нам, а не спорной. Ну да ладно. Продолжим дальше. Вот почему здесь говорится о законе, а не так, как вы его трактуете. Продолжим дальше. Более того, есть вполне обоснованное предположение о передаче этих земель в состав компенсации за оставленный в составе Северной Осетии бывший пригородный район Чечено-Ингушетии. Здесь я хочу, чтобы мы остановились. Уважаемые друзья, во-первых, почему я хочу остановиться? Я вам зачитывал Освободил. Освободилась. Так, освободил минутку. Яла. Итак, я вам зачитывал буквально еще 2-3 недели тому назад вот с этой книги документы вот с этой книги, документы, где я даже открывать его заново не буду, чтобы не отвлекать, коротко расскажу, вы можете все это найти в этой книге, где они описывают осетинских сепаратистов и чеченских сепаратистов, это в 90-е годы, они описывают и говорят, что именно осетины изначально предлагали версию, и подхвачено было чеченцами, хотя чеченцами не было, что осетинские сепаратисты совместно с чеченскими, там они указывают в этих документах, это документы Бейбулата Богатырева, эти все документы официальные, они опубликованы в различных газетах, в различных СМИ, и они говорят, что освободилось. Завершить. Отключить, освободилось. И подключиться. Так. Да, хакис валион. Укиддахум датса. Итак, в этой книге они говорят, что сепаратисты заявляют, если они хотят создать свою республику, они должны и ссылаются и говорят, вот вам даны земли, Наурский Шилковской район, и что они даны взамен якобы того пригородного района. Это указывает, якобы, они в этих документах рассказывают, что это указывает осетинские сепаратисты, они так их называют, в 90-х годах, что они ссылаются, вот вам дали земли, и на основе чеченских земель делайте себе отдельную Ингушскую республику. И тут же ссылается, и тот же Бейбулат Богатырев, и они все остальные, они указывают и говорят, слушайте, но что это высказывание сепаратистов, что это не является не выступление, там, не исход, целые тирада, написанная Бейбулатом Богатыревым, где он говорит, что если сравнить там 12 апостолов, что это ерунда, никогда в жизни, что никакой пригородный, взамен пригородного района не выдаются, что все высказывания, которые делаются, это делается специально для того, чтобы сепаратистские высказывания, не являющие под собой никаких оснований и так далее и тому подобное. Это высказывание в этой книге Аджигова, буквально 25-го года. Но книга, которая выходит от кого дальше я вам уже зачитаю, в этой книге зачитывается та же самая информация, которая якобы подкинута осетинскими сепаратистами совместно с чеченскими, чтобы не дать восстановить Ингушскую республику, и чтобы они восстановили ее на основании земель Чечено-Ингушской автономной АССР,
ту же информацию выдается в этой книге за достоверную информацию, почему, на каком основании эти земли по закону, здесь написано, упор чеченская сторона делает на закон и на законном основании, раз во времена ЧССР даны вот эти 3 района, значит и должны по этим же мерилам и качествам делиться. Ну, читаем дальше. Вот о чем. То есть, кто же это все-таки написал? Сепаратисты осетинские, чеченские с тех пор? Или вы заливали нам уши лапшу, на уши лапшу вешали? Грязь не хочу уже дальше говорить. Почему? Потому что вы сказали, мы хотим отсоединиться от вас и вернуть свою республику. Только таким образом мы должны расстаться, и только тогда нам вернуться в пригородный район. Об этом пишет и Бимбулат Богатырев. Об этом вы указываете в многих статьях, что это было высказано. Если мы не разойдемся, то есть когда мы расстанемся, у нас будет своя республика, нам будет проще вернуть пригородный район. На что чеченцы говорят, хорошо, никаких проблем нету. Вы точно так же о принятии закона реабилитации, восстановления Ингушской республики, когда рассказываете о 90-х годах, вы там тоже указываете, что нужно было вернуться на основании там пригородного района. И там же указывайте, что эти земли, которые были даны, они даны не взамен пригородного района. И никогда этого не было, что это чушь и ерунда. На самом деле это так и есть. Я вам сейчас зачитаю документы, вы поймете, на каком основании и как они даны. Дальше. Предусловие. Так, дальше. Более того, есть вполне обоснованное предположение передачи этих земель в состав ЧСР в качестве компенсации за оставленные в составе Северной Осетии бывший пригородный район Чечено-Ингушетии. То есть исторические территории Ингушетии. Указывает, то есть исторический, это вот про пригородный район. Для доказательства этого нет необходимости искать дополнительные документальные или иные свидетельства. Для этого достаточно одного документа заключения специальной правительственной комиссии по вопросу о территории восстановления ЧССР от 22 декабря 1956 года, адресованный президиумом ЦК КПСС и подписанные высшими должностными лицами, партийным руководством Советского Союза Микояном, Ворошиловым, Маленковым, Брежневым и Беляевым. По результатам своей работы комиссия внесла в президиум ЦК ряд предложений в контексте рассмотрения проблемы представляет интересный пункт. Пункт 1 из этих предложений. Восстановить Чечено-Ингушскую АСР на основании прежних границ, передав ей районы, отошедшие в 1944 году Грозненской области. Дальше смотрим. Грозненской области, Дагестанской АСР, Северо-Осетинской АСР и Грузинской ССР, за исключением пригородного района Северо-Осетинской АСР. Так написано в этом документе. Пригородный район дальше идет. Дальше идет уже интересно. Пригородный район вплотную примыкает, хотя, чтобы было понятно, сейчас я вам зачитаю, как документ был. Пригородный район вплотную примыкает к Орджоникидзе и играет большую роль в обеспечении города продуктами сельского хозяйства. Территория района составляет 694 квадратных километра. Население 33 тысячи человек, в том числе осетин 23,5 тысячи. Имеются 4 колхоза с посевной площадью 13 тысяч гектаров, 1 МТС и несколько предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в которых занято 1200 рабочих. Дополнительное размещение и трудоустройство населения в этом районе сопряжено с трудностями. В связи с тем, что территория, передаваемая Чечено-Ингушской АСР, в основном заселена, и на ней не представляется возможным расселить и трудоустроить все прибывающее население, считаем необходимым также включить в состав Чечено-Ингушской АСР притеречные районы Грозненской области, Наурский, Шелковской, Каргалиновский. Территория указанных районов составляет 5000 квадратных километров. Население 49,2 тысяч человек. Имеется 2 совхоза, 5 МТС, 23 колхоза с посевной площадью 60 тысяч гектаров, 16 тысяч голов рогатого скота, 225 тысяч овец. В этих районах есть возможности для развития животноводства, садоводства, виноградоводства,
виноградарство, строительство новых совхозов, предприятий в пищевой промышленности, что позволит в течение ближайших 3-4 лет расселить и трудоустроить значительную часть чеченцев-ингушей. Точка. Что позволит в течение, там черными выделено букву, именно, что позволит в течение ближайшего 3-4 лет расселить чеченцев-ингушей. Таким образом, вполне очевидно, что два этих территориальных размена, осуществленные в 1957 году, это слова, якобы говорящие осетинскими сепаратистами, сейчас используют эти люди. В этой книге Оджигов говорят, что эти слова впервые использовались именно только осетинскими и чеченскими провокаторами. Дальше. Тебя поддерживают такие же петухи, как и ты. Петух хою. Хоки инагью, хой инагью. Хот и хайки инагью. Ой, хот и ойтерю. Домой. Ослик. Я. Так. Таким образом, очевидно, что двух бесед связаны между собой. Главными аргументами комиссии являются заселенность территории бывшей ЧССР, поэтому ей оставляются бывшие районы Грозненской области, которые она, в свою очередь, ранее получила из земель Ставропольского края. Здесь тоже надо это указать, что это Грозненская область, но чтобы это Грозненский, все-таки это ближе к Чечне, чтобы этого не было, тут они подключают, которые ранее принадлежали Ставропольскому краю. Это нужно тоже указывать, и они это используют. Почему они говорят, они делали терским казакам намеки, особенно в социальных сетях, говорили, что вот Наурский район, это бывший Ставропольского края, что нужно вернуть ставропольчанам, казакам эти земли. Это говорили наши норнийцы, наши соседние норнийцы. Не наши братья Галгая, а норнийцы именно говорили такие вещи. И здесь это тоже упоминается. Откуда растут ножки, я вам показываю. В то же время в составе Северной Осетии оставляется пригородный район, в котором до депортации проживало, и там проживало столько-то, 30% от численности ингушского народа, по данным переписи 1939 года, пригородного проживало 33 007 человек, является самым крупным численностью населением районов Чечен и Ингушетии. Отсюда напрашивается вывод. Это заключение делается. Напрашивается вывод. Передача самого многочисленного района бывшего ЧССР в составе Северной Осетии с формулировкой «дополнительное размещение трудоустройства населения в этом районе сопряжено с трудностями», то есть фактически запрещено ингушам его активно заселять. Это тоже ложь. Это ложь. До 80-х годов, кажется, если я не ошибаюсь, пригородный район заселяли и переселялись, не массово, но переселялись туда ингуши и восстанавливали дома. Вы сами, по крайней мере, говорили об этом. Ваши блогеры указывают. Не массово, конечно, но заселение было. Потом определенный промежуток времени запретили. Вышел указ, который запрещает делать прописку и так далее и тому подобное в пригородном районе. Если я не ошибаюсь, это было от вас. Ассаламу алейкум. Маршдол. Ва алейкум салам. Так что продолжаем. Сейчас мы как раз таки уже заканчиваем. Имеется в виду, вы поймете, здесь очень важный момент. Сам состав Северной Осетии и так далее с трудностями. То есть фактически запрещающим ингушам его активно заселять предполагал поиск хотя бы формального оправдания такого решению. Таким оправданием, несомненно, стало предложение включения в ЧССР Шилковского, Наурского, Каргалинского района. Но однако, чтобы люди знали, я довожу до вас, те людей, кто не понимает, и тем норнийцам, которые навешали лапшу, чтобы вы понимали. Дело в том, что частично Нажиртовский, Чеберлоевский, Шаройский, Галанчожский, частично и Тумкалинские районы, горная часть Чечни категорически было запрещено. Если их собрать всех вместе, это в 3 или 4 раза больше, чем всех ингушей вместе взятых. Все эти горные районы в Чечню категорически было запрещено возвращаться. В городе Грозном запрещено было размещаться. Почему поднимали несколько раз бунт, и КГБ подавляло этот бунт.
До этого вы можете посмотреть подавление бунта в городе Грозном, там вплоть до того, что даже убили одного сотрудника КГБ, если я не ошибаюсь. После этого это громкое дело, посадили людей. Не было места для размещения такого количества чеченцев, ингушей. Но если это было дано взамен, допустим, даже в тот период, почему ни одно село не было заселено? Это говорит и Бимбулас Богатырев, и остальные говорят, те, которые знают, что явно это подделка, что это ерунда, те, кто ссылается на это. Ни один человек не хотел селиться в Наурский район, а уж тем более в Шилковской район. Не хотели и не селились. Во-первых, там были в основном терские казахи, а чеченцы заселились. Шароевцы, чеберлоевцы, они до сих пор там проживают, и большинство населения сейчас они. Я уже говорю, я говорю о левом береге, не забывайте, левобережье Терека, не правобережная часть. Ни одного села ингушского там нету, ни одного. Никто не переселился, хотя это было выдано, как вы говорите, чеченам. Если это было взамен дано пригородно, почему вы там не переехали, не заселили, не назвали село там пригородное или третье, десятое, этого всего не было. И плюс не забывайте, еще один момент, вы сегодня с потом у рта говорите, что Моздок это ингушское село, это ингушская земля, вы утверждаете, ваши блогеры утверждают. Возникает вопрос. Если бы вы в то время эти земли были отдали, а мы знаем, что с Моздоком граничит территория Чечни, того же Наурского района, почему вы, являясь, если Моздок ваша земля, почему вы не поселились в Наурском районе? Ведь исторически Моздок это ваша земля, вы говорите. А Моздок находится как раз таки на левой стороне берега Терек. И она примыкает к Наурскому району. Вы поселились, вы бы были на своей земле. Понимаете? И не забывайте, что указано, я это сейчас обязательно прочитаю. Хайруд, я не говорю, что вам не запрещено было селиться, но не сравнивай Гоголя с Гегелем. Сколько чеченцев? 650 тысяч, которых депортировали. И вас 60 тысяч. Во время депортации Баунасрык. Сколько бы там ни погибло, сколько чеченцев 10 раз больше. Как ты сможешь сравнивать 6 человек, 66 человек? То есть ваши 6 человек, ради этих 6 человек выдали там целых 6 поселений, что ли? 5 тысяч гектар взамен каких-то там, я не знаю, небольшого куска? Нет. Это ложь. А это говорится, чтобы насолить и чтобы завуалировать внимание, чтобы от Сунжинского Малгобекского района отвлечь внимание. Только для этого говорится о Шилковском, Наурском и Кыргалиновских районах. Для этого это все делается. Чтобы людям запудрить, сказать, вот это мы должны поделить. Не говорите о Сунжинском, Малгобекском, это оставьте. Это вообще наше. Давайте поговорим о Наурском, Шилковском. Это ведь тоже наше общее. Вот для чего это все делается. Чтобы людям запудрить мозги. Читаем дальше документ. Сейчас уже мы подходим к самому интересному. Кто этот документ написал, чтобы вы знали. Так же, как и Ингушетия, ничего не приобрел. Формальное оправдание тому решению, таким образом, несомненно, стало предложение о включении в ЧССР Шилковского, Наурского, Кыргалинских районов. При этом было особо указано, что в эти районы предлагается заселить не только чеченцев, но и ингушей. Но здесь не говорится, что ни один ингуш почему не заселился, если они даны взамен и так далее. Здесь этого всего не указывается. Читаем дальше. При этом было особо указано, что в этом районе предполагается заселение чеченцев и ингушей. Можно было говорить о том, что взамен площади, слушайте, 694 квадратных километра, 694 квадратных километра, пригородного района ЧССР получила 5000 квадратных километров взамен. Как вам такое? Он пишет. Земли. И вроде бы как ее потери компенсировали с лихвой, говорит. То есть 10 раз больше дали, это компенсировали за счет пригородного. Конечно, бы Россия, федеральный центр так бы и сказал, если бы это было так. Но они не говорили такого. Дальше смотрим. Пригородного района ЧССР получила 5000 гектар земли,
И вроде бы так и так далее. Факт, что ингуши от этого приобретения ничего не приобрели. Ничего не приобрели, говорит. Подождите. Но тот факт, что ингуши от этого приобретения ничего не приобрели, является общеизвестным. Это наша проблема, оказывается, что они туда не переселились. Так же, как и то, что Ингушетия ничего не приобрела в территориальных отношениях после распада ЧССР. Валлахи биллахи, талахи приобрела. Вы не поняли намек? Не приобрела, это обозначает, что Сунжинский Малгобекский, который был ранее чеченским, они говорят, мы не приобрели его. Он был нашим, хотя не был. Ни документально, ни каким образом. Ни исторически. Алейкум ассалам. Дальше. Следовательно, раз вопрос о границах вновь стал актуальным, есть все основания для постановки проблемы о статусе этих двух районов. Мухечун. Раз в 18 году они говорят, раз стала вот эта проблема по границам, тига я у проблемы, то, что они в 2009 украли землю, вернули. Раз этот вопрос стал, говорит, актуальным, сейчас нужно поднимать вопрос, чтобы Шилковской и Наурский надо разделить между нами. Мухечун. Это они пишут в 18. Кто пишет, я вам зачитаю обязательно. Еще раз говорю, это не из подворотни Шушера пишет. Не абы кто пишет это. Проблеме о статусе этих, так, дальше говорю, стал актуальным, есть все основания для постановки проблемы о статусе этих двух районов, которые сегодня де-факто находятся под юрисдикцией, они де-факто и де-юра, и де-факто и де-юра находятся исторической частью нашей Родины, если вдруг не знает. Чеченской Республики. Но по логике восстановления исторической справедливости, здесь заговорили об исторической справедливости. Ох ты ж, историческую справедливость, если мы начнем говорить, я боюсь, что, не забывайте, галашки входили в Малую Чечню, если говорить об исторической истории. Бейбулата Таймиева с кабардинскими князьями, вспомните, которые позволили спуститься на равнину за принятие ислама. Это в ваших же книгах написано. Не нужно историческая справедливость рассматривать, каждый может по-своему. История такая вещь, вы можете по-своему, мы можем по-своему рассказать ее тоже. Де-факто и выходцами Чечня, Чеченской Республики. Но по логике восстановления исторической справедливости и законности, на которые настаивает руководство Чечни, должны быть разделены между двумя республиками, являющимися равноправными правопреемниками бывшей ЧССР. Оказывается, вот так мы заговорили. Кстати, труба вас ждет. Две было трубы. Чеченцы свою трубу взорвали в этом Шейх-Мансуровском районе. Остался еще одна труба. Это вашу. Вашу не тронули. Можете забрать ее. Это все, что осталось от бывшей ЧССР. Итак, выводы. Двоеточие. Первое. Зачитываю. Будьте внимательны, готовьте свои вопросы. Данные архивных документов и картографических материалов 18-го, начала 20-х веков свидетельствуют о том, что так называемая спорная территория современного Сунжинского Малгобекского района Ингушетии, Мухечун, Сунжинская спорная территория, Сунжинская Малгобекского района Ингушетии, никогда, с большими черными буквами написано, никогда не являлась исторической территорией Чечни. Первый пункт. Второе. Исследованные нами историко-документальные материалы свидетельствуют также о том, что так называемые спорные территории бывшего Сунжинского округа и населенного пункта, дальше слушайте внимательно, и населенного пункта Бамут являются исконно ингушскими. Мухечун. Мушхечун. Уже и Бамут. Сьябе лашон. Являются исконно ингушскими. Третий пункт. При определении границы с Чеченской Республикой необходимо рассмотреть вопрос о разделе земель Наурского-Шилковских районов, переданных Чечено-Ингушской АССР в 1957 году. Опа. То есть заявления, которые якобы делались осетинскими сепаратистами в 90-х годах, в 2018 году нарнийцы пишут, что, оказывается,
этот вопрос актуальный, и мы должны поговорить об разделении Шилковского и Наурского района. Третий пункт. Это был третий пункт. 1950 Шилковский район в Чеченской Республике в 1057 году. 957. Большими черными буквами. Рабочая группа по истории при правительственной комиссии. Кто это написал? Вот это кто написал. Не вот эту книгу, а вот этот документ. Рабочая группа черными буквами, жирными выделена вот так вот здесь, видите? Вот здесь, черными выделено. Рабочая группа по истории, то есть то, что я вам зачитывал, правительственная комиссия, определение границ Республики Ингушетия, Чеченской Республики. Двоеточие. Кто был задействован в этих сказках, которые я вам зачитал? Арабханова Элья, доцент, кандидат политических наук. Зурабов Муса А, представитель общественности. Сагов РЗ, старший научный сотрудник отдела этнологии НИИ государственного там, имени Чаха Ахреева. Матиева ТХ, доцент, кандидат исторических наук. Кадзоев Нурдин, ведущий научный сотрудник отдела истории НИИ государства Чаха Ахреева. Картоев ММ, старший научный сотрудник отдела истории НИИ ГН Ахреева, главный специалист Государственного архива Ингушетии. Гадеев УБ, заместитель директора археологического центра при Минкультуре Республики Ингушетия. Назрань, 2012 год. 2012 год. Итак, уважаемые друзья, здесь дальше есть, что ответил Путин на вопрос об объединении Ингушетии. Я вам коротко скажу, зачитывать не буду. Он сказал, что не рассматривается, это не обсуждается, и чеченцы сами должны решить свой путь и так далее и тому подобное. Дальше идет, пусть каждый брат имеет свой дом. Президент Ингушетии Мурат Зязиков не поддерживает воссоединение Чечен и Ингушетии. Здесь точно то же самое, он говорит, что каждый должны, тут и упоминается первый президент, сказано, когда я приезжаю в Ингушетию, я вижу там раз на раз, что краше, лучше, искренне радуюсь, что именно ингушский народ Аслаханов. Выступление следующее, Аслаханов говорит, что он категорически, Асламбек Аслаханов, говорит категорически против воссоединения чеченцев и ингушей, Мурат Зязиков, Аслаханов. Дальше администрация президента Российской Федерации, объединение Чечни и Ингушетии не планируется. Выступление в южном там выступлении Устинова и так далее и тому подобное. Итак, мои друзья, сегодня я вам зачитал 3 главы. 3 главы зачитал. Остальное мы обязательно, я уверен, что там будет тоже очень много интересного. Остальное, вот такая книга. Кем она была написана, кто написал ее, я вам зачитал. Помните, зачитывал документ о том, что якобы даны взамен пригородного района. Документ этот я хочу зачитать. О реабилитации. Как же там написано на самом деле? Как подменяются. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1957 года о восстановлении Чечено-Ингушской АСР и упразднении Грозненской области в целях создания необходимых условий для национального развития чечено-ингушского народов, восстановить Чечено-Ингушскую автономную Советскую Социалистическую Республику с центром в городе Грозный, включить в состав Чечено-Ингушской АСР из Грозненской области город Грозный и районы Грозненский, Гудермесский, Каргалинский, Красноармейский, сразу вам говорю, Каргалинский идет сразу, Красноармейский, Междуреченский, Натеречный, Новосельский, Наурский, Советский, Сунжинский и Шилковской. Из Дагестанской АСР Андалалский, Виденский, Ритлябский, Шургатинский и западную часть Ботлихского и Сумадинских районов в границах бывших Чеберлоевского и Шаровских районов. Из Северной АССР город Малгобек пригородной зоной. Коста-Хитагуровский район, северо-восточную часть правобережного района в границах бывшего Очелуковского района.
поручить Президиуму Верховного Совета Северо-Осетинской АСР, Организационному комитету по Чечено-Ингушской АСР внести на утверждение Президиуму Верховного Совета РСФСР описание границы между Северо-Осетинской АСР и Чечено-Ингушской АСР с учетом упразднения территориальной разобщенности Моздокского района с основной территории Северо-Осетинской АСР, упразднить Грозненскую область, передав Карнагайский, Кизлярский, Крайновский, Тарумовский районы и город Кизляр в состав Дагестанской АСР, Ачикулевский, Каисулевский районы в состав Ставропольского края, председатель Президиума Верховного Совета РСФСР, секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР, 9 января 1957 года, Тарасов Зимин. Вот основание, которое официальный указ, который был на самом деле зачитан. И это вы могли бы сказать, что нет, это ваша подделка, ваш документ чеченский, где там на самом деле никакого взамен пригородного района нет. Вот эта книга. Книга эта называется «Об Ингушетии и ингушах». И там, в этом документе, кстати, она написана в 2020 году. Вы хотя бы между собой, когда вы врете, попытались бы посмотреть, что есть или нету этого документа. На самом деле, не навязывать, не рассказывать нам о каких-то методах, как говорится, правильного. Хотел сегодня зачитать дальше по Сунжинскому округу. Это мы прочитаем обязательно. Итак, друзья, я зачитал вам сегодня, показал вам книгу, очередную книгу, которая напечатана в соседнем регионе, как объединяли Ингушетию и Чечню. Вот такая. Вот. Сюда внесены документы, сюда внесены... Это чисто научная, документальная литература. Здесь все основано на документах, по их словам. И вы видите реальность картины, кто на самом деле занимается, кто печатает книги, кто распространяет ложь, кто закладывает эту мину, где говорится о том, что якобы какие-то районы взамен дали, это дали, то дали, надо разделить, мы еще не обсудили. Это провокационные вопросы, которые записаны и оставлены в книгах. Это сегодня может и не сыграть какую-то злую шутку, вы можете сказать, да кто читает, да оставьте это, ерунда и так далее и тому подобное. Завтра при решении каких-либо вопросов, если даже будут какие-то территориальные вопросы, какие-то вопросы в научной области, эти книги могут сыграть злую шутку по отношению к нашему народу и к нашей родине. Это касается нашего научного истеблишмента, который, если не делает в этой плоскости ничего, я не могу понять. Я не претендую на ваше научное звание, я не претендую, не говорю, что вы не умеете. Вы все умеете, вы все большие профессионалы, вы работаете в академиях, в НИИ, в университетах и все остальное. Вы видите, что сегодня, с 2018 года, они претендуют, ладно, 2 района оставили, и они написали, это же не первое, здесь же точно так же, после этого их же НИИ, научно-исследовательский клуб Кавкасион, научно-исторический клуб Кавкасион, при поддержке этого научно-исследовательского института выпустила 1000 экземпляров вот такой книги. На нем написано «Ингушские населенные пункты, двоеточие, Бамут». Бамут сегодня находится на территории Чечни. И только на определенное время, кажется, на года 3 или 4, плюс-минус, да, 4-5 лет он переходил в состав Ингушетии. Больше он никогда не был у них. Бамутов было 3, как я вам говорил. Верхний, нижний и средний Бамут. Частично там. Кто за рекой, кто с этой, с правой стороны, кто с левой стороны. Вот. Сегодня, может, это не так значимо. У нас 500 000 населения. У нас должны возвращаться те, которые выехали, живут за пределами.
в Европе живут, в России живут, люди начнут возвращаться. Я надеюсь, что благодаря нам, нашей истории, наших социальных сетей, мы будем делать так, чтобы кровь наша нахчийская преобладала, имеется в виду, чтобы она бурлила, и дети захотели вернуться домой, построить дома, построить в своих родовых селах, горах, дома, башни. Это идет очень, так сказать, по Чеченской Республике. Повсюду мы видим сегодня возрождаются мохки, строятся арки. Вот недавно я загрузил исконно чеченский тейп Хильдеру. Я построил великолепные 2 башни, арку при въезде Хильдеру. Я обязательно поеду, засниму, когда буду проезжать там. Я сам не был пока там. Вот. И это может реально быть большой проблемой. Можете, сейчас не будет проблемы, может, вы посмеетесь, думаете, что там, блогер, не блогер и так далее. Да дело не в блогерстве. Дело не в том, что я занимаюсь какой-то исследовательской работой. Я-то, в принципе, зачитываю книги и документы ваши. Я вам делаю пиар, не столько себе. Мне это от этого. Любой из этих документов я могу сказать, вот в этой книге опровержение, в этой книге опровержение, если есть это опровержение. Мне не трудно самому сделать опровержение этих сказок. И по картам, элементарно это вот клевое дело. Но я не работаю в этом вопросе. Этот вопрос ваш, исследователей, университете, аспирантов, академиков, профессоров, понимаете? Вот в чем вопрос. Вы вместо того, чтобы поддерживать и говорить, что он делает нашу работу, привлечь там на различные конференции приглашать, сказать, по вашим наставлениям, хотя бы вы бы дали нам это оружие научное, да, в кавычках, книги, документы. Тогда можно было бы сказать, мы взаимодействуем с нашей академией, с нашим научным истеблишментом. Наша гордость, наша наука. Но где? Возможно, есть, я говорю, возможно, есть противодействие этой книги, то есть противовес этой книги. Единственная книга это Хамзата Умхаева, да, Духу Ахвал. Его я использую, показываю. Альхамдулилlah, у Яуза Ахмадова ДРС Хилсон появилась тоже по землям, особенно малой Чечни, где этот документ, он просто на вес золота. Из целой вот такой книги, там буквально 10 страниц, это просто, это мина, бомба. Просто бомба. Информационная бомба. Почему? Потому что там написано очень важные, нужные вещи, которые многие не знают. Даже сами астхоевцы не знали этого. А если знали, но не знали точной такой детализации. Вопрос не в том, что есть ненависть, презрение, а он гордыни, он там, валлахи. Дальше. Освободил. $500 вот этих книг. Вы издаете их. Дальше где еще? Вы издаете эти книги и оставляете фитну между реальными братьями по крови, между братьями-мусульманами. Я не знаю, кто вы, откуда вы пришли. Вы точно не из нашего народа, и у вас точно, вы генетически абсолютно с нами не один народ. Это реальная проблема. Итак, в каждой семье, так, Шепа Дикаев пишет, в каждой семье Ингушетии советовал бы иметь настольную книгу, сказку Александра Сергеевича Пушкина о старике и золотой рыбке. Поучительная история. Понимаю.
сказку Александра Сергеевича Пушкина о старике и золотой рыбке. Поучительная история. Понимаю. Сказку Александра Сергеевича Пушкина о старике и золотой рыбке. Поучительная история. Понимаю. Итак, друзья, я прошу прощения. Это не из-за меня, это... Итак, друзья, я прошу прощения. Это не из-за меня. Это, видать, то ли трафик, то ли из-за загрузки. Получилось так, что автоматически эфир завершен. Всех, кто сейчас, я это постараюсь сохранить, все, кто не увидел первую часть. Очень важно, особенно тем, кто не пропускает мои эфиры. Хочу поздравить еще раз. У нас в Инстаграме 2,5 миллиона просмотров за месяц. У нас поднимаются просмотры. Огромная благодарность. У нас живые подписчики присоединяются. Все больше, кто интересуется своей историей. Кому не нравится ложь. И достойные братья, которые на самом деле тоже противники ложной информации. Поэтому все, кто хочет посмотреть первой части разоблачения и очередную ложную книгу, вот эту книгу мы сегодня просмотрели, провели. Хочу, чтобы вы посмотрели. В Инстаграм не сохранилось, но на телеканале в Ютубе Bashlan.39 Live. Обязательно подпишитесь, там увидите полную версию. На Инстаграме первая часть, к сожалению, алейкум ассалам, не сохранилась. Посмотрите и обязательно, как говорится, увидите полную версию. Привет из Ингушетии. Ну, привет из Нохчичуэ. Вот. Вот эту вот сказку мы сегодня вот разоблачили. Посмотрите, почитайте, точнее увидите, как все заготавливалось и кем это заготавливалось. Я думаю, будет очень интересно и важно вам узнать об этом. Итак, друзья, пока у нас есть... Ибрахим, телеграм, что, ахешма, уй?
İbrahim, çao uitiş omuni. İbrahim, Telegram çao haguşa musuna вистхуш хэш уitiş онсу. Все тогда. Итак, друзья, в следующем эфире, да, я вам еще несколько пунктов зачитаю, интересных. Вы можете тоже судить по непосредственно материалу, который я буду зачитывать. Можете опровергнуть, если у вас есть опровержение, или можете подтвердить. Как сегодня мы, допустим, элементарно сравнили три книги, которые написаны, опять же, три источника, которые непосредственно являются все ингушскими, но одни противоречат другому и показывают, где есть ложь, а где есть правда. Вот таким образом мы и дальше будем разоблачать. Насколько я знаю, мы уже 5-я или 6-я книга, не считая Идриса Абадиевских сказок, видим, где идет поклеп, где идет оскорбление, где идет предъявы, что де-факто написано, что мне особенно понравился этот момент, что де-факто Наурский Шилковской район, говорит, сегодня в Чеченской Республике. Не указывая, что и де-юре, и де-факто он находится в составе Чечни, и там проживают чеченцы. Ну да ладно. Вот, поэтому почему мы не напишем книгу с описанием наших территорий, чтобы там брат указывал Малгобек, Псидах, Сунжа, исконные чеченские территории? Ты это у меня спрашиваешь? Это не у меня надо спрашивать. Это не ко мне вопросы. Если ты хочешь спросить, почему я не напишу, я собираю, посмотрим. Если у меня получится, сделаю. На основании чисто найду себе хорошего, научного, достойного руководителя, являющегося представителем чеченского народа, достойным патриота и настоящего нохчу, и постараюсь с ним вместе сделать эту работу. Если ты меня спрашиваешь, когда, что будет, я не знаю. А остальные вопросы, почему наши не написывают, почему наши не сделают, это вопрос не ко мне. Честно тебе скажу. Итак, друзья, пока мы в эфире, хочу вам показать. Итак, я получил подарок, великолепный подарок, которого у меня не было и который очень важен для нас, для нашего эфира, который мы будем использовать в своей работе. Я был очень безмерно рад. Я понял, что Чеченский госуниверситет и исторический факультет проделывают работу. По крайней мере, он является автором данной книги. Хочу вам ее порекомендовать. И каждый достойный чеченец, который любит свою историю и свой народ, должны. И это не реклама книги. Автор мне не давал никаких указаний, я с ним не общался и так далее и тому подобное. Но данная книга мне очень понравилась. Думаю, что возможно будет и вторая часть. Она великолепна и она очень важна. Своевременно написана, потому что больше всех на Кавказе мы знаем, что петроглифы находятся в Чеченской Республике. Из тех, которые обнаружены, мы с вами говорили, ва алейкум ассалам, мы говорили вам, что их до 500 или 600, в одном из наших эфиров, помните, нет, не знаю. Итак, не хочу дальше вас заставлять долго ждать. Вот эта книга, великолепная книга, сейчас я нашим братьям из Телеграма тоже. Вот эта книга, вот, братья. Называется «Петроглифы Чечни». Конечно же, если бы меня спросить, ну, вы же знаете меня, я бы написал петроглиф. Здесь просто великолепие. Здесь такая богатая палитра и башенных комплексов, и петроглифов. То есть, что это чисто исконно чеченские. В каких селениях, посмотрите вы только. Каждое селение, каждый петроглиф, каждый камень, все солярные знаки, селение Шарой, селение Цойпиды, селение Хой, Хакмадой. Дальше смотрим, примерно я зачитаю. Эйткал, селение Эйткал, селение Дюр, Васаркал, селение Жогалдой. Вот. Дальше смотрим, какие селения, чтобы там петроглифы, которые есть. Харкарвай, селение Тезен,
Талхалай селение. Хуай Дукью. Хаскалинские петроглифы. Эшничуайл петроглифы. Магажайл петроглифы. Селение Жолдой, Магажой. Дальше смотрим. И здесь этих петроглифов огромное количество. Короче, книга, которая очень важна, особенно тот, кто занимается чеченской историей, кто занимается восстановлением башенных комплексов, древних рисунков. Вот Шикароевские башенные комплексы, где нарисованы рисунки, видите? Вот. Фотография, рядом рисунок, селение Шикарой, селение Шуэл, селение Эль-Парой. Эль-Парой, да. Селение Эйткал, Шул, Шикар, селение Хуай, Хакмадой, Цикали, Хакмадой, селение. Это те, которые вообще не граничат даже с ними. Селение Паквач, Эйткал, Пог, Никар, Эшни, так, Кортах, Магажой, Моцарой, Гухуай, Дюрите, Корчу, Басхуай, Гуруай, Басхуай. Ну, книга, да, я понимаю, что книга и дорогая, но здесь она очень хорошая, очень богато оформленная, научный потенциал очень большой. Автор, идеи, руководитель проекта, доктор философских наук, профессор Мазаева, Т.А. Лечи Ильясов, петроглифы Чечни, 336 страниц. Ильясов, Мазаева, Чеченский государственный университет. Вот такая вот великолепная книга. Рекомендую для тех, кто занимается чеченской историей, вот эту книгу. Вот. Это новое, как говорится, наше приобретение. Ну, чтобы агрессионигеться, мне нужно как минимум 6 дней провести подряд прямые эфиры, чтобы задонатили. Ну да ладно. Итак, друзья, про натеричных чеченцев я обещал, но сейчас я бы хотел, наверное, все-таки больше бы ответить на вопросы, нежели чем это целая тема. Анзор просто меня сейчас немножко поругал, и он прав. Если я обещал, я должен. Я обязательно обещаю вам, поскольку у нас обещал и не смог сделать своевременно, завтра, в понедельник, я проведу экстренный прямой эфир для того, чтобы ознакомить вас с этой тематикой натеричных чеченцев. И лидер восстания натеричных чеченцев Джамбек Аматов, Хамзат Нашхоев, это и проселения, которые и Чолгюрт, и Ломазюрт, и Айлюрт, и Лахнойри, Калаус, Предмостная, Октябрьская, Терская, все эти селения, кто были основателем, как происходило там все, это мы завтра обязательно вам зачитаем тоже с научного архивного вестника. Просто-напросто боюсь, что это очень важная информация тоже. Ведь когда-то эти селения были наши, их передали. И сегодня они являются частью Моздокского района. Поэтому Моздокского района входит в состав другой, но исторический, кто основал эти села и все остальное, мы вам зачитаем из наших архивного вестника, которое было создано архивным управлением правительства Чеченской Республики. Мы говорим об истории непосредственно, прошу, чтобы было понятно. А вот в этой книге «Кавказские горцы», поскольку сегодня у нас еще идет эфир, я хочу, чтобы вам было понятно. В «Кавказские горцы» я нашел материал. Там
там материал про Кунта Хаджи Кишиева и имама Шамиля. Скажу вам честно, не могу вам сказать, достоверно или нет по этому вопросу. Конкретно укажу вам даже страницу, не страницу, а это у нас том какой? Это второй том. Второй том, и этот том называется, глава называется «Учение Зикр и его последователей в Чечне и в Аргунском округе». Это первая глава в сборнике. Здесь рассказывается, как имам Шамиль полностью называет, хочет, по крайней мере в этих документах указывается, что он был противником Кунта Хаджи, что он их называл сектантами, что у него получилось, нету, и многие моменты, которые, честно сказать, мне не были знакомы. Я был очень удивлен. Я знал, что это фактически один период, и почему, что было ли такое сильное сопротивление у них. У меня не было даже, честно сказать, такого понятия. Я какую-то информацию находил, коротко затрагивающую друг друга в этой теме религиозной. Я нисколько, но я скажу так, мюриды Кунта Хаджи Кишиева, мюриды Ташу Хаджи Саясанского, Ауды, Али Митаева и всех остальных, эти люди ни в коем случае, никаким образом не могут поощрять деятельность Шамиля, с учетом того, что он был противником этих людей. Я понимаю, что они жили в разный период, но учение, смысл учения, и философии и религиозных течений, он был противником этих вещей. И для меня это стало реальным шоком. Почему? Потому что здесь и учение, и само течение Кунта Хаджи, я думал, что это уничтожение в основе своей и работа царской России. То есть я думал, что это больше привилегия их. Но по документам, которые я увидел, царская Россия говорит, что определенное время очень долго терпела. И, само собой, в своей интерпретации они преподносят это все. Терпела и не относилась крайне негативно. А вот и не работала над тем, чтобы уничтожить мюридов и так далее. Там очень четкое описание, кто такие мюриды, кто такие устазы, шейхи, кто такие найбы, кто какими делами занимался. Я, честно сказать, был удивлен. Удивлен данной информацией предоставленной. Не знаю, было это написано, сама книга непосредственно написана на старорусском, то есть дореволюционном языке. Прочитать ее, конечно, возможно. Написано на 1869, то есть второй половине 19 века. Переиздана она в 1992 году. Вот. Это в любом случае, даже переиздания у нее идут намного позже. И несмотря на это, я хочу вам сказать, что это очень... Для тех, кто хочет узнать побольше про Шамиля, про взаимоотношения Шамиля с некоторыми найбами, мюридами, учением. Эфир, сегодня он касался Шевковского района, но бельтоевские волки из Ютуба задонатили, за что им огромная благодарность. И я думаю, что это... нет, это с Ютуба. Я думал только один. И еще задонатили 3 человека. Это уже с Инста. Ассалам алейкум. Аллах дал беркат дойл. Вот с таким задонатил Арби. Арби Дейри Исхил. Адлан задонатил. Да Аллах дал вовши хигма дойл дуай. Адлан дал са дойл. Будиснег эзершка соуду летил. И Хасан. Хасан Бакаев Ирсагин с Ютуба. Вот с такой надписью 3 человека задонатили.
это получается, ну, мы собрали на полкниги сегодня. 4 доната сегодня. 2 с Ютуба, получается, 2 с Инстаграм. Да, саудолог, беш мархеба таш, да, это буддистник, эзашка соудо летел. Извините, я в принципе знал, что донатящих людей будет мало, поэтому я и во второй части здесь реквизиты не поставил. Потому что я уже, честно сказать, уже забил. Шен лучше годы идут, лучше даст, поэтому, Ибрахим, как дошло, я сразу же увидел, зачитал, ответил, все работает, так сказать, все работает, кроме, как говорится, моего телеграм-канала. Арюса, время от времени. Сихси ждадо что, да модельная айония дат эдюль что, кардианек. Да, хисвалила. Ага. Это что такое? Начать трансляцию. Вот. Так что здесь моменты, ну, например, здесь очень много религиозных деятелей написано. Хочу сейчас, подождите, минуточку дайте мне, чтобы не было огульным. Что меня удивило. Что меня удивило. Вот здесь написано. Проповеди свои начал он еще при Шамиле. Это здесь написано. Я прошу, если вдруг запинка будет, не пытайтесь сразу там обидеть, задеть. Это на старом русском написано, поэтому могу немножко ошибиться. Проповеди свои начал он при Шамиле, но и тогда, как и в последнее время, обряды этого учения сопровождались иступленную пляскою, то есть пляскою, пением и криками, а потому Шамиль, здесь идет дальше трактат, слушайте, трактую, цитирую вам, а потому Шамиль, нашедший его противным религии, немедленно прекратил сборы зикристов и строго воспретил Кунте и его проповеди. Зюкерш запретит Динабах, цинк проповедовать Маде Аллабах. Это вот в этой книге указывается. Это именно Шамиль сделал. С точки зрения мусульманского духовенства Шамиль был совершенно прав, говорит. Это описывает. Так как обряды учения зикра по толкованию большинства мул противоречило духу религии. Между тем, цель его в этом случае была, как кажется, достоверно, здесь более правдиво идет. Другая, более личная, то есть Шамиля. Он хотел сохранить во всей его чистоте учения Газавата, им самим проповедуемое, и с помощью которого он стал во главе горцев, во главе народа. Притом он боялся того влияния, которое проповедники, подобные Кунту Хаджи, всегда имели в народном народе. Влияние – это нравственная сила, власть. А власти, кроме своей собственной, Шамиль не терпел никакой. То есть эта книга, она рассказывает о противодействии Кунту Хаджи религиозным деятелям нашего народа, как он был против. В основном причина не столько даже религиозная, как утверждают ученые, а того, что сила была у Кунту Хаджи, и за ним шли люди,
и слушались, и они были противниками вот этого бесперерывного газовата, который в конце концов привел население чуть ли не к вымиранию, которому противник Кунта Хаджи. Много интересных моментов. Почитайте это с точки зрения истории очень интересно. И если вам важно, если вы захотите, я продолжу и обязательно опубликую эти моменты. Это важно. Также я наткнулся на документы. Честно скажу вам, я знал, что когда уходил имам Шамиль, что он уходил с определенным грузом, но наткнулся на некоторые документы, которые с точностью описывают, какой груз был у него, сколько людей было, когда он уходил и так далее и тому подобное. Что, конечно, лишний раз меня очень сильно разочаровало и в нем, и в 1000 наибов, которые ушли вместе с ним. А там говорится конкретное количество, что вместе с имамом Шамилем ушли 1000 наибов. Само собой, то, что его ограбили, это все произошло уже на территории Дагестана, и там оказывается, в каких селах это делалось, ну и так далее и тому подобное. Конечно же, я думаю, что люди имеют право это тоже знать, должны понимать, когда упрекают некоторых чеченских наибов. И плюс там описывается четкое количество, когда был Гуниб отгружен. Сколько человек охраняли Гуниб, точнее, то есть обороняли Гуниб, там, до 400 человек. Рассказывается о том, что у имама Шамиля было то ли 17, то ли 19 пушек, и ни одной из этих пушек Шамиль с собой не взял на Гуниб. Что очень странно, конечно же, для человека, который пытается заниматься обороной. То есть очень много моментов интересных, которых, конечно же, ранее я не был знаком, но время от времени книги показывают уже, что ты знаешь, что ты не знаешь, и это очень важно. Поэтому я буду надеяться, что мы и дальше, и один акинский волк задонатил. Как всегда, мои акинские братья поддерживают, донатят. Вот такая вот ситуация, уважаемые друзья. Задавайте вопросы, если у вас есть, или дополняйте. Я постараюсь ответить на ваши вопросы. Здесь снизу идут какие-то там переписки. Ну, это меня, кажется, ко мне вопросов нету. Разве бросить своих старших не стыдно? Юсуп пишет. Я не понял. Юсуп, ты этот вопрос мне задаешь или кому? Задавайте вопросы, если у вас есть. Я отвечу. И тишина. Друзья, вы можете задавать вопросы по первой части, по второй части, по границам. Любой вопрос, если вам интересно что-нибудь, какой-нибудь из этих вопросов интересен, задавайте. Я отвечаю, для этого провожу эфиры душун. Поэтому спрашивайте, задавайте вопросы, вот, максимально. В последнее время как раз таки в этих сборниках «Кавказские горцы» алейкум ассалам, есть информация и про наших братьев из Сидаха. Дюэлкюртер ночью будет царахляться. Информацию есть «Кавказский сборник», там количество, сколько женщин, мужчин и так далее. Ответь на вопрос.
Когда вернем земли, которые Дудаев незаконно отдал ингушам? Этого я не знаю, честно. Когда, не знаю, Башлам, ты выходишь в эфир определенным дням или просто когда, как? Пятница, суббота, воскресенье. С 10 часов ночи я выхожу. Вот эти 3 дня, или подряд 3 дня, когда у меня есть возможность, или же пятницу, или субботу, или воскресенье. Вот по выходным, чтобы люди могли нормально отдохнуть, чтобы не отвлекать. Вот единственное, завтра, поскольку я обещал, я сделаю буквально на 1 час эфир. Если выбираем, как раз будет время, мы сделаем его тоже мархадастин. Наверное, ближе к 10 часам. Мы сделаем по натеричным землям, по найбам с натеричного района и об основателях селений, которые были в натеричном районе, и в натеричном и моздокском районе. То есть некогда предмостное, Октябрьское, Терское, еще одно селение, они все входили в состав чеченских земель. Вот. Завтра вы поймете, о чем я говорю. То есть основателями этих селений в основном являются только чеченцы. Есть их имена, есть их тейпы, когда они оттуда уже ушли, причем ушли, почему ушли, все остальное мы завтра вас ознакомим с этим. А когда приходят такие, как ты, в эфир, становится очень весело. Welcome. Тимур, я не понял, конечно. Расскажи еще, как ингуши приняли ислам благодаря Куту Хаджи. Нет, к сожалению, этого я рассказывать не буду. До этого я еще, как говорится, не дошел. Как Кут Хаджи добрым нравом и словом своим сделал так, чтобы настоящие достойные братья ингуши приняли ислам, знают все, об этом рассказывать, что, как я могу рассказать. Это религиозное учение, это больше по религии исторически, если рассказать. Ну, как я документально найду это все, я зачитаю это и доведу до вас. А так от себя говорить я не могу. Кроме краткой информации, которую вы тоже знаете и без меня. Так что вот так. Слушайте, ну, Щукино или как это место, ну то, что сделали, да, я видел этот ролик, да, мне скидывали его. Это, конечно же, позор. Это позор, кто бы это ни сделал. Фейк, который подделали и нарисовали над ребятами, которые дерутся, 4 чеченских якобы флага нарисовали, и там 2 там, соседнего региона, как будто они толпой напали, пишут чеченцы толпой. Вы вообще официальную версию новостей вы хоть читали? Там 2 чеченцев. Якобы флага нарисовали, и там 2 там, соседнего региона, как будто они толпой напали, пишут чеченцы толпой. Вы вообще официальную версию новостей вы хоть читали? Там 2 чеченцев. Зачем это подделывать? Зачем закидывать эти ролики? Священный месяц, Рамадан, я не знаю. Из первоисточника речь шла непосредственно только о 2 чеченцах. А потом их, я не знаю, откуда вы нарисовали, откуда вы пририсовали. Их стало каким-то образом теперь 4 или 6. Это, конечно же, очень смешно.
данные фейки нисколько не украшают. Адела, атаиреритишу. Ненавижу, просто ненавижу. Когда Итак, завис. Да, здесь беспилотную зону включили, поэтому время от времени зависает. Башлам видел карту, где Чечня была от Каспия до Волги, Крым тоже входил в Крым, это чеченский топоним. Что скажешь? Скажу, что это недостоверно. Вот что я скажу. Что до Каспия, карту я видел, она у меня есть. Ибраим, скажи мне, меня видно, слышно или я завис? Врать и поддерживать у ингушей в крови, поэтому они сделали. Все норм. Все. Здесь просто этот беспилотный режим, может, поэтому не показывает. Ладно, друзья, хорошо, на этом мы сегодня свой эфир завершаем. Еще раз обязательно посмотрите на YouTube-канале Bashlam.39 Live. Вы увидите первую часть нашего эфира сегодняшнего, где мы разоблачаем вот это произведение, написано Абдул-Азизом Яндиевым еще в 18 году, где написал, как объединяли Ингушетию и Чечню, рассказывает факты, якобы факты и так далее и тому подобное. Вот эту всю ересь мы разоблачаем, можете посмотреть на YouTube-канале. К сожалению, сохранить на Инстаграме я его не смог, но в следующий раз будем обязательно, постараемся. Это не от нас все зависит, это технические проблемы, поэтому сегодня не получилось сохранить у нас на Инстаграме, но вы можете полную версию увидеть на YouTube-канале. Завтра у нас будет эфир, завтра мы разберем обязательно о натеричных землях и основатель, кто является их основателями, какие чеченские тейпы. Это территория Знаменская, Братская, Октябрьская, Первомайская, Терская, Предгорная, Верхний, Нижний Наур, Калаус, Предгорный, включая селение Кеньюрт. Вот до этих земель полностью основателей, как то, что происходило в первой половине 19 века, кто был их основателем, и мы, по крайней мере, донесем до вас завтра, наверное, после Терахлама Штейнчултя, где-то ближе к 10, мы сделаем эфир. Ибраим Шундейре схил, да, 4 человека, которые сегодня, 5 человек, которые сегодня задонатили, поддержали наш эфир, шу дал саадуэла, ждает нек будиснек эзершка соудуэлу тил, дал генхетам буэль. Интересное еще впереди. Приглашайте подписчиков, готовьте свои вопросы, слушайте и распространяйте достоверную историю касаемо нашей истории, нашей родины, культуры, географии. Дальше будет интересно. Я надеюсь, что мы наконец-то достигнем истины по воле Всевышнего Аллаха. И в конце каждого эфира, как я говорил и говорю, если каким-то образом кого-либо я вас обидел, задел или оскорбил, я прошу у вас прощения ради Всевышнего Аллаха. Если каким-то образом обидел вас, задел вас,
Валлахи, биллахи, таллахи, у меня нету ни ненависти, ничего плохого никому, никаким народам, шахарам, тухумам, тейпам, фамилиям, нету этого. У меня есть претензии только определенным личностям, которые мы называем нарницами, которые являются лжецами, которые стравливают братьев-мусульман, братьев по крови, по вере, достойных братьев, закидывая вот эту лживую информацию, недостоверную информацию, где якобы такие все плохие, у всех все отняли, вот, и так далее и тому подобное. Изучайте историю, обогащайтесь, становитесь умнее и делайте все во благо Всевышнего Аллаха, во благо достоинства, чести и гордости. Потому что гордый, честный, религиозный человек никогда не будет обманывать и вводить людей в заблуждение, пытаться их стравливать, пытаться нажиться на этом или делать себе какой-либо бизнес на этих вещах. Я на связи со всеми. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. И как мы говорим каждый раз в своем эфире, в конце каждого нашего эфира, «Деба диша да хасан хоми нохчикам». Это раз. Во-вторых, напоследок не забывайте полную версию сегодняшнего эфира, где рассказывают, где мы нашли новую книгу, которая написана против чеченцев. Это 100% написано против нас. Вы увидите на YouTube-канале Башлам.39 Live. Не забывайте подписываться, приглашайте больше подписчиков, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на наши каналы. И вы صارت سعادتنا رمادا والقلب في لهيب النيران، لكن كوني محفوظة بالله يا شيشان يا أرض الإيمان. من بين الأنقاض طفل صغير ينظر حزنا في صمت الزمان، كي يبقى نورك ساطعا. أفديك روحي يا شيشان. لا إله إلا الله، الله درعك والأمان. لا إله إلا الله يا شيشان يا أرض الإيمان. لا إله إلا الله، إلا الله، الله درعك والأمان. لا إله إلا الله يا شيشان يا أرض الإيمان.
تركعي مهما اشتد البلاء، فالشرف أغلى من كل كيان. شمسك تمحو ظل الظلم، يا شيشان يا أرض الإيمان. إن جائني الموت رصاصا أحميك حبا مدى الأزمان، وأكون فخرا لإخوتي وأموت صبرا يا شيشان. لا إله إلا الله، الله دلوك والآمان.
Gılçunna silaramban nanas vina nohçovuso Nohçinye sidajuče vaša hilla iša hajla ulle valala cunna silarodan nanas vina nohçovuso Особо хуш майра лица миска хизбеш дойнола дела дойнола духа нохчоусо миска чунна глунча хилла Hui Marta, humen Marta, silak tentina naju, Joma Marta, olu Barta, ili asa. Vai dai, vai da da dai, 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 vai dai, vai da da dai. Gih to piolu shirzo shohush. За мама сигло за зама Сгажема Ну я откинулся, какой базар, вокзал. Купил билет в колхоз, большое дышло. Ведь я железно с бандитизмом завязал. Все по уму, но лажа все же вышла. Сяки начальник, я все честно рассказал. И мир нашел сюда в сопровождении. Ведь я железно с бандитизмом завязал. И вните справку о моем освобождении. колесница времени в царстве быть.